Романова. Действующие лица. Дали – художник, Артура – слуга, Поль – поэт, Гала – женщина, Лидия – вдова, Тригет – доктор, Алан – блондин, Алинда – блондинка, Пожарный – медсестра, санитары. В пьесе используются элементы удмуртского языка. Картина первая. Леонер Кадакис, мастерская Дали. Молодой Дали у зеркала. Я, как всегда, вижу музыку. Вот, она в зеркале. Она сначала проявляется цветными полосами, неоформленными побежалостями, а потом складывается в разные образы. За что мне это? Ведь каждый раз, всматриваясь в музыку и в зеркале, я задаю себе один вопрос. Это я в отражении музыки или отражение музыки во мне? Я Вагнер или Вагнер это я? И нет ответа. А какие цвета можно в отражениях найти и насчитать? Цветная музыка, музыка настоящего цвета. Раз Вагнер, он лилов. Два Вагнер желт. Три Вагнер розовый. Четыре сиена жженая. 5 охряной, 6 лазурит, и все накрыло волосатым покрывалом. Ха, теперь ни одного. Где Вагнер разноцветный, играет с зеркала волной волос, приливом рыжих кудрей, и все. Музыки теперь вовсе не видно. Качается. Меняются слои стекла. Вот так. И так. И в каждом слое теперь другое. Язвительный комик вместо Вагнера сурового подмигивает мне вон правым, левым и снова правым веком. А глазки меланхолии полны, слоновьи, носорожьи глазки. Поэт сто слон на тоненьких ногах, а клоун носорог безрогий. Двоедушец, двоезверец, двоеверец, а глаза-то не мои, нет, у меня вот такие. Таращит глаза. Вот теперь очень на меня похоже. Нет, скорее это мой брат там. Брат, погибший от воспаления мозга. Ну здравствуй, брат! Привет, Полукс! А может, Кастер? А, ладно. Как вы там оба? Вы звездные братья. Пройдохи. Оба ведь забрали большой кусок от моего искусства. Зачем? Ведь там, где вы сейчас, такой жирный пирог, совсем не нужный. Молчит Полукс, а Кастер морщится. Лекарство, что ли, ищете от моего и своего безумия? Ответь, ответь, отвечай же все! Пожалуй, с ними сегодня не поговорить. Молчат. Все идет от них, от этих паяцев-братьев, что говорят о моих работах. Мол, живопись Дали всего лишь копии чужих исканий. Ха! Дали всего лишь копиист. Отдайте! Отдайте! Отдавайте все! Дней 10, как карандаш не клеится к руке, идей нет, я пуст. Я пуст внутри, как рот старухи без зубов. Концептуальные каверны. Меня оковами сжимают морщины старческие. Не то тело, а там внутри пустоты. Эти безыдейные изгустка, там куриная таланта моего, обглоданная носорожьими и звездными братьями, дрожит без звезд в беззвездной пустоте. Лишь только прикоснусь, как шпатель становится змеей, шипит и уползает, оставив в пальцах мне комки бесцветной слизи. Нет красок нужных, не могу найти. Все черное в лиловое стремится превратиться. И тень я не могу найти. И освещение плохое. Ага, я понял. Чтобы тень настичь, мне надо просто стать одним из них. Ну, скажем, умершим братом или клоуном, или просто шутником. Я уйду туда, за волосатый занавес, в туман, верну сюда свое искусство. Я буду в отражении там, в пустоте, где брат паяц. И одновременно буду здесь, Дали, спасителем Дали, где краски и холсты, где гения работы. Быть может, это... Надевает Петрову шляпу и берет трубку. Нет, нет,
А это? Надевает берет с пером. Нет, нет, таким я был в Париже и Мадриде. Такой наряд подходит тем, кто в день песету тратит. Одну беседу и все, не более того. Одна беседа в день. Тогда я выйду голым. Побреюсь весь, вот здесь и здесь. Поднимает руки. И здесь подмышки. Нет. Белые они на загорелом теле. Будут белые, как мукой присыпанные, как будто лепра у меня. Ха, да не проказой болен. Белый цвет изнутри съедает форму. Подсинить. Вот. Конечно же подсинить. Гостям я выйду голый и с бритым синими подмышками. Берет бритву. Входит Поль. Сальвадор, ты здесь? Привет, дружище! Голоса извне, чужие. Тише, тише, не мешайте. Я с братьями тут болтаю. Со всеми сразу, с прошлыми и будущими. Оборачивается. А, это ты, Поль, приехал. Все мечешься, все в искании. Как дорога? Прикрой тихонько дверь. Художник псевдосюрреальных слов. Так аккуратно, чтобы не прищемить свой концептуальный хвост, который заставляет тебя столько метаться. Метаться в поисках правильной веры. Все мечешься, таская длинный хвост. Ой, невдомек, что зря, ведь нечего искать-то, что уже накрепко тебя связало. Обуз, Поль, обуз, ты слишком правоверен, Поль, уже и давно. Таким нечего искать в одиночестве. А значит, ха-ха, ведь ты приехал не один, правоверный хвостатый сюрреалист Поль. Угадал, со мной Гала. Ага. Я ведь ждал гостей и думал праздник вам устроить встречи, Таращит глаза. чтоб поразить гостей таким вот взглядом, чтоб быть отличным от брата кровного и брата по истории, Кастера и Полукса, Вагнера. Я не такой, нет, не правоверный я, как ты, а не услада одиночества лишь моего. Или все же быть похожим на них всех в целом, и на тебя в отдельности, творцы религий новых, неизвергатели и созидатели культовых новых. Нет, я не хочу. Ха-ха. Но я хотел вас встретить с синими подмышками, однако не успел подкраситься, подбриться. Совсем заговорился с Вагнером и братьями. Я всю дорогу через скалы рассказывал Гала о тебе. И очень хотелось встретиться с тобой, ведь в Париже не удалось. И всю дорогу сюда Гала внимательно слушала меня и видами окрестностей любовалась. Здесь мир другой, самая восточная точка Испании, который видит восход. Учти, Поль, перед тобой, Поль, стоит самый первый художник Испании, который видит восход солнца. Кланяется. И он, то есть я, то есть холостой каталонец из Фигероса, приветствует тебя в своем родном мире. О, французский поэт Поль, связанный с правоверными узами брака с русской. Спасибо, Сальвадор. Да, здесь красиво. С гор спускаешься в низину и попадаешь в белый город прямых углов, как внутрь картины Пабло. Кубизм вокруг, кубизм извне, кубизм внутри. Жить здесь означает жить в кубизме. Испанский город Кадакес живет под знаком белого прямого угла. Каталонский. Что ты сказал? Я сказал каталонский. Я в Каталонии живу. И покровительница наша дева Монсеррат. А город мой родной всегда был чистой каталонской крови. Странно, а ведь и Гала про кровь говорила, когда видела первые дома. Белизну этого городка хочется украсить местной кровью. Ах, как замечательно смотрелись бы бесформенные красные пятна, захваченные квадратурой маленькой вселенной. Красные амебы, стиснутые объемами этих белых параллелепипедов домов. Вот слова ее. Да, вижу. Так забавно.
Почему же пятна крови бесформенные? У них есть изысканная форма крови, кровавая форма. Просто смысл понятия пятно крови для всех затмевает присутствие кровавой формы. Разница большая, второе шире, чем первое, но это понимают не все. А что, Гала сама рисует? Да, иногда. И это тоже причина нашего приезда. И я многое рассказывал ей о тебе. Хвалил, ругал. В каждом поэте спит ядовитое критическое жало. Даже в сюрреалисте Поле, или особенно в сюрреалисте Поле. На выбор праздным зевакам когда-нибудь я над собственным музеем вывешу любому критику: вход строго запрещен. Ну что ты, Сальвадор, не ругал, не хвалил, а просто развлекал Гала словами разными в дороге трудной. Еще мы обсуждали Ницше. Мое искусство не для развлечений, оно от разума приходит в бессмертной темноте. Из подсознания, из снов, из ассоциативных корч. Ницше вместе с Фрейдом удачно спели бы свои научные доктрины под музыкой Бизе. Вот были б арии. А Гала смеялась, когда рассказывал ты о моих работах? Ничуть. Серьезно, я ее давно не видел. Вникал в каждую деталь рассказа. Мне даже показалось, что утерянная нить духовного единства вернулась к нам благодаря Дали. Вот видишь, первый я во всем. Гений даже в бытовых вопросах. Настолько уже расцвел мой гений, что мужа и жену мои работы могут помирить даже в отсутствии меня. Нет, не конфликтую я давно с Гала. Нет. Мы совсем не ссоримся, мы просто стали далеки. Далеки, впрочем, об этом потом. Нет, ну, ты же не забыл сказать, что я гений. Спаситель нового искусства, спасая вас от разношерстного потопа модернизма. Я просто излагал твои идеи, которыми ты фонтанировал в Париже. Еще рассказывал о Луисе, о ваших фильмах будущих и прошлых, про лебедей, клюющих настоящие гранаты с взрывчаткой, про носорогов, падающих в воду навстречу черным парашютам. Вспоминаю, да, в тех фильмах столько достоверные факты должны были быть предложены публике. Документальный фильм, в котором здешние джитане, убившие слона, кромсают внутренности, а потом фламенко танцуют средь окровавленных ребер, и старуха-португалка в костюме Торера с омлетом на лысой голове. Все мое, все, это мои идеи. Я полон ими был тогда, а сейчас я пуст. Послушай, Поль, а нет ли у тебя возможности достать череп? Череп слона не надо для работы. Очень надо. Ищу идею, я пуст сейчас. Индийский подойдет? С Рене попробую списаться. Сейчас в Кашмире он. Я с ним встречался в Индокитае. Рене, нет, не поможет. Гостил он прошлым летом здесь и обещал прислать с таможни. Но где? 3000 мне надо слоновьих черепов срочно! Но нет ни одного. О, ужас! Работать не с чем, никто не понимает. Пусто, пусто. А где же спутница, жена твоя? Осталось посидеть на берегу. С дороги отдохнуть. Впрочем, из окна ее можно увидеть. Это окно выходит на пляж. Подходит к окну. Она. Что она? Что ты бормочешь, а? Ты, Поль, не перебивай меня сейчас. Спина обнажена, и тело нежное, как у ребенка. Линия плеч почти совершенна округлости, а мышцы талии напряжены. Атлет-подросток бы позавидовал бы такой талии. Он контурируется полностью и очень плавно переходит в бедра. Рельеф, как у Фидия. Притом изгиб поясницы очень женственный, контраст. Грация сочетания стройного, энергичного торса с осиной талией и с нежными бедрами. Какие мышцы, контуры и складки. Она, хочу писать ее. Закрывает лицо руками. Поль, какая у нее грудь. Я не вынесу, если при такой красоте сзади, спереди у нее ужасающие
неровные холмы с оттянутыми сосками, бабьи горы после мужского трясения. Поль достает фотографии. Не бойся, у нее маленькая и аккуратная грудь. Смотри. Дали рассматривая фотографии. Поль, зови! Поль кричит в окно. Гала! Галечка! Галя! Иди скорее к нам! Гала, Галючка, Галя! Жаль, мясо всегда так меняет форму после кулинарной обработки. И вот вопрос. Замужняя женщина – это уже приготовленное блюдо или все еще полуфабрикат? Вот смотришь на такое совершенство формы и хочешь съесть, чтобы насладиться полностью, чтобы вся красота протекала в тебя без остатка. Ну как, сырым не станешь ведь есть, а после готовки становится иное все, потеря формы на лицо, где совершенство линий была. Квинтэссенция красоты, запечатленная этой формы, а теперь на тарелке лежат лишь отбивные. На ужин точно будут отбивные. Ты знаешь, Сальвадор, наши отношения с Гала очень изменились за последнее время. После того, как они с Максом приезжали за мной в Индокитай, между нами сейчас словно мертвый холодный занавес упал. Дали таращит глаза. Не волосатый ли тот занавес, нет? Перед твоим приходом я видел в зеркале такой, то странный знак был от них, от Вагнера с Полусом. Что? Нет, не волосатый. А, ты смеешься, да? Такой же ты был и в Париже, смешливый, полон энергетики. Нет, Поль, нет, без иронии совсем. Я перебил тебя из-за того, что передо мной явился Лорка. Здесь сейчас я вдруг увидел гнев на его лице. Гарсия часто говорил, что функция женщины одна, внешне изрыгающая. Они без исключения все изрыгают наружу: слова, кровь, испражнения, плод. То есть отношения себя. Они сродни вулканам и при общении могут вдруг взорваться и запачкать с ног до головы каким-нибудь мусором, а внутри пустота. Шепотом. И притом никому не говори. Не говори, это секретно. Я это подметил, размышляя над словами Лорки. Что для заполнения пустоты в любое встречное проявление искусства женщины все время пытается включить в цикл функционирования своих тел. Помесячно они интегрируются с каким-нибудь проявлением искусства, пожинают с утробой картины, статуи, стихи или музыку, и все перерабатывает джунгли крови, которые раз в месяц истекают из них. И они только жалуются на головные боли, признак внутренней пустоты, но мед искусства слаще их крови, а твоя Гала... Задумывается. Твоя Гала мне почему-то интересна. Быть может, потому что Гарсия побеспокоился, во мне приурочил сегодняшнее гневливое пришествие в мой мозг к ее приезду. Странно, ведь я давно не вспоминал о нем. Так, да, продолжай. Может быть, ты в чем-то и прав. Я не понимаю смысла твоих слов, но чувствую смысл твоих образов. А у нас, Гала, увы, распались все смысловые связи и слов, и образов. Я совсем не понимаю, что она хочет сказать. Я не вижу смысла в том, чем она восторгается. Мы вместе произносим много фраз. Они вроде те же, что и раньше. Однако значение их размывается, как мел под струей воды. И не остается ни одного стоящего образа. Лишь жидкая, белесая водичка. Да, техника. Работа мелом самая трудная из всех. Нужна неимоверная точность штриха. Мел не прощает ни дрожания руки, ни мягкость разума. Уверяю тебя, Гала такая же, как все? Или да, или нет? Да. Или нет. Нет. Или становится такой, или была такой. Не знаю, стал я замечать, что тексты о Гала мне стало легче писать, чем понимать саму Гала. Ушли все пересечения, которые роднили нас, и
Или попросту старею я, хотя в снах я чувствую ее и вижу. Вот сон, который часто снится мне. Я вижу ее рядом с собой, она прижимается ко мне всем телом, живот и груди близко-близко. А потом, да, потом я заглядываю ей за плечо, а там другой мужчина, голый, эрекция у него. Он ей спину гладит своим естеством и одновременно губами целует поясницу. И гола, моя гола, становится холодной, как камень. Нет, как какое-то противоестественное костное образование. Да, гола окостеневает от прикосновений того мужчины. Постой, я угадаю. Кость твердая, холодная. Это рог. Да? И рог, наверное, носорожий, точно? Да, пожалуй, она становится как носорожий рог. Не он. Входит Гала. Дали бросается к ней левой рукой, захватывает за волосы, запрокидывает голову, а над шеей заносит правую руку с бритвой. Дали кричит. Попалась! Я съесть тебя хочу! Сырую, не готовя! Филе, край, лопатку и бедро! Всю! Да нет, ты что? Постой! Угомонись! Остановись! Не останавливай! Подбегает и хватает Поль правую руку Дали. Отдай бритву! Поль, все красивое должно быть съедено или не существовать мне вовсе! Гала, обращаясь к Дали. Каринья, съешь лучше ты бараньи отбивные, ты любишь их. Мой маленький несчастный мой ребенок, потерянный мой девственный доленок. Хочешь, я утолю твою жажду? Обнажает левую грудь. Дали опускает Гала, отступает на шаг, смотрит на грудь Гала. Бабьи горы, нет, нет, как? Как догадалась, ты молчи, я знаю. Ты чувствовала, что я говорил сейчас, глядя на тебя в окно. Ведь так. Да, так, Каринья. Сидя там у моря, сначала я ждала, но потом, когда спиной я ощутила пронзительный твой взгляд, внутри меня родилась теплота. Вот здесь и здесь. Дотрагивается рукой до груди и живота. И чувство крепло, что из окна смотрит никто иной, как мой единственный Каринья. Да, голодный мой Каринья, мучимый жаждой. И Поль позвал, и я пошла, а страха не было, лишь мысли о жареном мясе, об отбивных, которые неплохо было бы попробовать вечером. Ах, вот зачем приехала сюда властительница носорожьей части тела. Насытиться жареным мясом. Но при чем здесь я? Сходила б лучше в харчевню. Но я, что хочешь от меня ты? Каринья, я хочу, чтобы Дали своим талантом взорвал Гала. И потом, чтобы вместе мы потом взорвали мир искусства. Или приехала помочь построить храм Дали. Да, Каринья, сможешь? Храм? Да, и в храме будут все служить нам мессу. Мы больше не расстанемся с тобой. Я знаю точно, ты мой Каринья, а я твоя. И твой талант теперь в отсутствии Гала непропеченный клёклый хлеб. Не знаю я. Лучше верить и не знать, чем знанием прикрыть безверие. Я... Плачет и становится на колени. Да, точно хлеб. В нем талант Гала. Гала, Галючка, Галя, идущая чуть впереди меня, ты градива. Галадрина, спасибо. Спасибо, Поль, я мать нашел. Роднее, чем родная телом и ближе духом, чем святая Монсеррат Чернушка. Поль, я не вернусь с тобой в Париж, прости. Поль швыряет в окно отобранную у Дали бритву. Гала, я так тебя люблю, что я уже не знаю, кого из нас двоих тут нет. Я этого в снах боялся и, стало быть, хотел в реальной жизни. Занавес. Картина вторая. Леонер Кадакис, пляж. Гала сидит, Дали положил голову ей на колени. Она перебирает его волосы. Твои колени похожи на уши.
Палец твоей руки похож на голос. Голос похож на палец ноги. Лоб похож на бедра, а бедра это десны. Десны это волосы, а волосы это ноги. И я буду писать твои портреты вечно. Бен, Кориня, море очень похоже на убранное поле, будто здесь собрали всю пшеницу без следа, так что осталась гладкая поверхность до самого горизонта, даже ни одной соломинки не потерялась. А потом заполировали эту водную ниву, гладко-гладко. Слушайся, так тихо, что кажется твердой поверхностью водная гладь, а скалы разбросаны то тут, там, будто скирды соломы. Посмотри, посмотри, все зерно убрано с этого поля, и, наверное, кто-то сейчас обрабатывает зерно, мелет, а из муки будет печь хлеб. Как точно ты подметила. Ведь море это поле, поле это хлеб, хлеб это мы с тобой. Часто в детстве я представлял себя пекарем. В 10 лет я бродил по этим местам, останавливался и смотрел на море и скалы. То был для меня период сбора урожая, я дышал глазами, нет, не ртом, не носом, не легкими, как все, а прямо мозгом через зрачки, трахея мозга. И в мозг текала с каждым зрительным вдохом жидкая информация о мире, с каждым движением век. Кориня, на мир можно смотреть изнутри, Бен. Можно смотреть по-другому, и тогда время становится тоже другим. Другое время, другой мир. Это детство мозга. То был трудный, мучительный период для моего быстрого мозга. Внутри меня шла война серого и белого веществ. Серое вещество подняло бунт против избытка впечатлений, а белое вещество, антагонист с империалистической жестокостью, пыталось подавить этот бунт. Я сам чувствовал себя раненым кузнечиком, у которого органы чувств в ногах, и ноги устали ходить по скалам, и чувства мои перепутывались друг с другом, и сводила судорога, и дрыгалась оторванная ножка кузнечика. А мне близок Гондыр. Что? Гондыр, медведь. Прости, Кориня, это я вспомнила язык своего детства. Медведь, это так мы с тобой кузнечик и медведь. Кузнечик и медведь, вот так пара. Значит, кузнечик твой покровитель. Моего отца зовут Сальвадор Дали Кузнечик. Так, кажется, по-русски. По-русски так, а еще кузнечик – это Джос. Кориня, а что еще ты помнишь из своего детства? Еще мне часто казалось, что я девочка. Я могу приподнять вот это гладкое покрывало воды и заглянуть туда, в другой мир. Только заглянуть, не более. И что ты там увидел, мой девчачий мальчик? Сейчас там была спящая собака. Она отдыхала в тени. Там происходило таинство рождения Венеры. Еще нет, не смогу сформулировать. Осталось только впечатление. Надо рисовать. Но все, что там было, я сохранил в своем мозгу. Где-то в районе мозжечка. Да, там у меня консервный завод, но в банке закатывается не мясо, а впечатление детства. И сейчас потихоньку я начинаю открывать эти банки, переносить на холсты содержимое. Гала, ты знаешь, кто ты есть на самом деле? Знаю. Я пчела. Ужаю. Нет. Ты мой персональный консервный нож. Ты открываешь меня, только меня, открываешь банки с воспоминаниями. Ты шалун, мой Кориня. Расскажи-ка лучше еще о себе. Хорошо. Слушай, Галадрина. Я развивался атомно-корпускулярно. То был пусто, вокруг неизвестно, то вдруг жизнь переполнялась разноцветием атомов в жизни. Толчок.
одна цветная корпускула. Потом долгий поток пустоты. Какое-то неясное атомное свечение. Опять толчок. Несколько разноцветных, ослепительных, сверкающих корпускул. А потом снова пустота. А потом я научился технике рисунка. А потом технике живописи. И когда корпускулы перетекали мне в руку, то было уже легко копировать старых мастеров. А когда для меня переполняло атомное свечение, то лица Рафаэля и Веласкеса искажались цветными тенями и дробились и делились. Я всегда учился очень прилежно и споро. Так что быстро опережал своих учителей. И мне же во время занятий каждый учитель представлялся плодом гранатового дерева, но не свежим, а после того, как из него выжали сок, остались только белесые зернышки, муравьями вылезающие из трещинок шкурки. Гранат, гранат. Кариня, я вспоминаю один из своих снов. Из граната вылупляется рыба, из рыбы рождается тигр, и кто-то невидимый из тумана грозил мне штыком на винтовке, и штык блестел так ослепительно, и блики слепили правый глаз, и я почувствовала, что слепну, и проснулась. Рядом на столике лежал гранат, а вокруг него кружилась пчела. Тихо так жужжала, нежно. Совершенно долинианский сон. Отдай мне его. Я должен запечатлеть этот образ. Я вижу красочно, ярко и гордо. Вот ты лежишь, вот зверь, гранат, пчела. Только такой гений, как я, может это запечатлеть. Ведь гений я. Я гений, я Дали. Я должен владеть всеми твоими снами. Бен, бери все. Яке то нужде буде стол, яке состо не шпалтози. Да, безусловно, да. Ты же мой Кариня, а гений? Чей ты гений? Я раньше был ничей. Метался, как бездомный пес. Теперь есть Гала. Весь Дали принадлежит Гала. Дали Гала. Я подмастерье, а булочник это ты. Дали Гала это хлеб, появивший после совместной работы. И мы с тобой, два хлебца, вкусившие утех любви. Но кто тогда выбег нас? Кылдыщин. Что? Творец, Кылдыщин. Он выпек нас с тобой одним хлебом. А потом Кылдыщин разрезал хлеб, и мы потерялись. Бен, а теперь нашли друг друга. Откуда это? Русские легенды? Мне дед часто рассказывал в детстве, Пещатай. Он был Туно Пеллё. Как ты сказала? Туно Пеллё? Я никому и никогда этого не говорила. Это тайна Кориньо, тайна моей жизни. Ведь Туно – это колдун. Гала. Так ты внучка колдуна? А мой дед Гал – паранойя. Проклятый холодный ветер Трамантина довел его до самоубийства. Да-да, конечно. Только внучка колдуна могла понравиться внуку параноика самоубийцы. Ты должна рассказать мне все, Галючка, все. Я многое успела записать за дедом Бен. У меня есть целая тетрадь. Он часто говорил, что люди, как хлеб, бывают свежие, с хрустящей корочкой, а бывают и заветренные, завядшие, черствые. Согласен, более того, люди бывают даже плесневелые. Но таких при долгом разговоре можно заметить плесневелые пятна, зеленоватые пятна плесени с неровными краями, слегка бархатистые, чуть тронь и пылят. И многие работы художников такие же плесень. Посмотрел на картину и во рту привкус плесневелого хлеба. Испорчено все. Негодный продукт. Но не твои, Кориньо. Тон ваш балат лоно тынет. Пусть работы других плесневеет от времени, а твои должны быть вечно свежим хлебом и нас питать, Бен. Ну как?
Как сделать так, чтобы сохранить свежесть вечно? Как? Бен, знаю как. Ты, мой Даленок, должен побыстрее создать свою систему. Сейчас в твоих работах лишь метание от одного к другому. Веласкес, Рафаэль, а где твое? Какую систему? Сюрреальную? Я не хочу отдаться полностью Андре. Мой гений больше, чем его концептуализм. Бен Кориньо, больше. И сюрреалисты это знают. Они боятся этого. Хлеб плесневел еще до выпечки. О, я-то знаю. Я видела их всех в Париже. Мука гнилая. Они горячими речами не спровергали все законы, мол, мешают развиваться свободному искусству. Но вот увидишь, сюрреалисты очень скоро сами будут запрещать клеймить врагов и недругов искать среди друзей. Из сюрреализма выпустят щупальца новые законы искусства, еще жестче прежних. И присосутся эти щупальца к твоему гению и задушат твое творчество. А ты? Ты погибнешь, Кориньо, твои работы будут разменной монетой их концепций. Я тоже вижу их всех сейчас. Тристан, Андре, твой Поль, Рене, твой Макс, Ганс, Ив и Мэн сидят вокруг страшного механизма. Эта машина называется автоматическое сюрреальное стусло. И дико хохоча, оголив зубы, они по очереди дергают рычаг, а машина урча начинает резать рамы для моих картин. А рамы меньше, чем мои работы, прошлое и будущее. И они все начинают грызть зубами мои картины, чтобы оскопить их и впихнуть в границы, создаваемые сюрреальным стуслом. Нет, не хочу, спаси Гала. Плачет. Автоматическая паранойя сюрреализма. Кориньо, тише, успокойся. Ты должен придерживаться своего языка, чтобы их ужасная машина сломалась от непонимания. Бен, а Поль уже давно не мой, ты знаешь это. Я знаю, я твой. Я еще знаю испанский, говорю, как и ты, по-русски. Но когда не хватает слов, всегда перехожу на каталонский. Я говорю не об общении людей, нет. Нет, я говорю об универсальности твоих картин, Кориньо. В каждой из них должно быть нечто, что притягивает зрителя, Бен. Что это? Выжигы, печатай. Я повторяю, да. Что делается со мной? Всего-то надо писать каждую картину так, чтобы в голове у того, кто на нее смотрит, сначала вспоминалось знакомое, а потом вдруг складывалось новое. Вот как сейчас ты мне рассказал про то, что было под покрывалом воды. Все было мне знакомо. Я вспомнила выжигы, печатая туно. Выжигыл, печатай. Я повторяю, да. Что делается со мной, Гала? Я не понимаю многих слов, но почему-то чувствую, что ты хочешь до меня донести нечто важное для меня, решающее, и я успокаиваюсь. Ты просто слушай, Кориньо, и знание придет, мой Даленок, а потом удача туно белье, я знаю, Бен. Дали, закрыв глаза. Да, так хорошо, не так. Надо всегда говорить «Бен» вместо «да». И тогда будет очень хорошо. Продолжай, Галючка. Бен. Кориньо, просто слушай. Сначала было два мира, верхний и нижний, а между ними вода. Потом прилетела юж-птица и села на воду. Она долго плавала и очень устала, и было негде ей отдохнуть. Тогда она опустила голову на длинной шее в воду и достала кусочек суши. Точно. Мой гений подтверждает это, когда в детстве поднимал покрывало воды, то кроме спящей собаки там еще была суша. На нее нельзя было опереться, но ее вполне можно было достать. Достать взглядом, зачерпнуть горстью, а потом перенести на холст с широкими мазками. Бен, Кориньо, из того кусочка суши, который достала юж-птица, возник наш мир.
Средний мир, в котором мы живем. И с тех пор лишь птица иногда прилетает к нам, чтобы отдохнуть. Какая она, Ющ, птица? Кориня, это лебедь. Гала, я сейчас закрыл глаза и вижу, как по заливу среди скал плавают 3 белых лебедя, и рядом ты на лодке. Так будет. Бен, Кориня. А на головах у лебедей будут шапочки, в шапочках будут гореть свечки, и вечером по заливу будут плавать огоньки, свечки будут гореть, пока птицы не опустят голову в воду. Гала, Галючка, Галя, я хочу знать твой родной язык, я хочу видеть и писать образы твоих легенд, и они хранятся в том языке, где родились. Бен, Бен, Бен! Кориня, мой язык он Атай-Музье, он лесной и родниковый, а в настоящем лесу много разных деревьев, и вода в родниках поет свою песню каждый день по-новому. Поэтому в моем языке 15 падежей, чтобы передать постоянную изменчивость нашего среднего мира, и в моем языке 8 времен, чтобы передать связь с другими мирами. Это многоликий язык природы. Я все равно хочу. Обещай, что ты мне будешь читать и рассказывать на своем языке. Я буду слушать и писать. И когда-нибудь мы на белой яхте приедем в Санкт-Петербург. И 80 красивых девушек в сарафанах встретят нас на пристани, а потом, распевая русские песни, поведут в русский лес. А там я поклонюсь тебе, моя русская звезда. Моя Галючка, я произнесу совсем без акцента на родном тебе русском языке большую приветственную речь. И это будет сюрприз для тебя. Сюрприза-то не будет. Увы, Кориня, мой родной язык не русский. Дали открывает глаза, поднимает голову. Да? Так ты не русская? Откуда тогда? Не из России? Гала смотрит вдаль. Я из России, да, но мой родной язык удмуртский. Он близок к финскому, венгерскому, но древней. А где же родина твоя? Я родилась в лесной стране, вблизи Уральских гор. Она всегда со мною, Кориня. И каталонский. Моя подбрюшье спрятала под северные горы. Но леса, правда, здесь мало. Вот оно, Достает кусочек дерева. напоминание о родине моей, Атай-Музье. Что это? Липа. Все, что осталось от нашей родовой священной рощи. Липа. Да, липа. Дерево моих предков. Занавес. Картина 3. Явление 1. Порт Легат, рыбацкая хижина. Дали и Гала разбирают вещи. Гала, смотри, что я нашел. Мой молочный зуб. Давай повесим его здесь. На длинной-длинной нитке. И каждое утро будем раскручивать его. Вот так. Вот так. Это будет напоминать мне о моем детстве мозга. Хорошо? Кориня, дай посмотреть. Какой белый. Белый и чистый. А правда, что зубы это выросты мозга? Нет, Кориня, от зубов до мозга далеко. Смотри-ка, он почти прозрачный. Потому что девственный, чистый своей первозданной неизвестности молочный зуб. Гения Дали. Ой, Кориня, уронила. Дали ищет зуб. Где? Где? Его надо найти. Это же будущий музейный экспонат. Без него музей Гала и Дали будет беден. Музей, Кориня? Когда такое будет? Будет, я видел во сне. Тогда ищи, Кориня, ищи. Наверное, завалился в щель между половыми досками. Прости, Даленок, я нечаянно его уронила.
Входит Лидия. В руке у нее газета. Сальвадорчик, ты стал совсем как Нандо, как мой маленький исчезнувший муж. Тоже бритенький такой, снаружи гладенький, а внутри все хрустит от напряжения. Хоть без матроски, зато частенько, как и он, ты на корточках меня встречаешь. Дали поднимает голову. Лидия Кадакесская, привет! Привет, твердо стоящая на ногах, хранительница местных сплетен. Ты пришла в торжественный момент, я ищу свой зуб, уникальный молочный зуб, зуб мудрости, наоборот. Здравствуйте. Привет. Постой, постой, ведь ты та самая, из-за которой Сальвадорчик поссорился со своей роднёй. Я Гала. Я теперь всегда вместе с Дали. Да, это ведь они не захотели общаться с нами, не мы, а они, мать, сестра. А они во всем обвиняют вас. Мол, женщина Сальвадорчика значительно старше. Мол, она им управляет, манипулирует. Так, кажется? Нет, нет, Гала это мое лекарство, не манипулятор, нет. Гала спасение Дали. А может, то и правильно, что вы поссорились с родственниками. Ведь сколько можно? Сколько, я спрашиваю? Не надо, Лидия. Не надо продолжать, я знаю, что ты сейчас скажешь. Твоя правдивость – это мое наказание. Сальвадорчик, ты же знаешь, что я тебя люблю. Но пусть и она знает правду. Ты ведь ей не говорил? Нет. Что? Сколько можно смотреть на вываливающуюся из штанов штуку Дона Сальвадора Кузи? А ведь это происходило частенько, когда отец нашего Сальвадорчика возвращался в попитии домой. А что, большая у него эта штука? Дали закрывает лицо руками. Не надо! Поменьше, чем была у моего Нандо. Точно. Но и такой напугать ребенка можно. Вон, видишь, Сальвадорчик переживает. Да, все детство по пятницам он наблюдал штуковину. И с тех пор упоминание о ней... Гала обнимает Дали. Ну, успокойся, мой Коринья. Все прошло. Здесь нет большого гадкого кузнечика. Здесь только безобидная куколка. А злой кузнечик отец опять скрылся под оболочкой яйца, мой Коринья. И я с тобой здесь. Я твой большой теплый мишка. Обнимаю тебя, ты укрыт со всех сторон. Бен, мой Даленок. Фу, Лидия! Зачем же ты сейчас сказала? Напомнила, зачем? Зачем сказала? Вот. Размахивает газетой. Опять со мной общался мой Эжени. Вот здесь и здесь. Показывает Гала текст. Он регулярно общается со мной через свои статьи после того, как озарил своим талантом дом мой и написал роман свой про меня. Гала читает. Вео де Каталунья, Эжени де Орс. Дали, успокоившись. Да, Эжени Доус. Жил здесь, писал роман, твердо стоящая на ногах. А потом уехал в Барселону. Работает в главной каталонской газете. А Лидия думает, что роман тот про нее, что в романе зашифрованы события ее жизни. И прошлое, и будущее. И вот, после выхода романа, твердо стоящая сейчас перед нами, Лидия читает все газетные тексты Эжени де Орса. Нет, не читает, общается. Лидия общается. Лидия общается с Эжени все время. Лидия покупает газету. Лидия рассматривает слова, находит слова, подписанные им. Потом Лидия долго думает, садится и чертит знаки. Лидия посылает знаки в Барселону, а Эжени отвечает Лидии словами в следующей газете. Лидия покупает газету. Лидия рассматривает слова за его подписью. Лидия понимает тайный смысл слов. Да, Лидия понимает. Паранойя. Здесь все вокруг заражено паранойей. И дед мой Гал, и Лидия. Смотрите вот здесь. Вызывающая манера молодого художника Дали ни в коей мере не
связано с его духовным воспитанием в отцовском доме. Дон Сальвадор Дали Кузи, нотариус Кадакиса, всегда отличался праведностью. Но я-то здесь при чем? И Гала. Здесь написано, что много про него, но про нас-то ничего. Лидия понимает тайный смысл слов, даже когда их мало. Лидия сразу поняла, что и жени велит напомнить Сальвадорчику о доме, но не об отцовском доме, в котором праведность, а пьянство, а гостиница из штанов. Скверен тот дом, где по пятницам пугают мальчика. Нет, вам нужен свой дом, где не будет прошлого, а будет рождаться только нынешнее. Вот Лидия и пришла сюда к вам, рассказать о новом послании жени. И вот я здесь. И вот я говорю, у вас должен быть свой дом в Кадакисе. Дом Гала и Дали. Бред, паранойя. Лидия, переводчик тайных газетных текстов. Бред. Кассандра из Порт-Легата. Бред. Оракул против святой бутылки. Чушь и бред. Гала задумчиво. Постой, Коринья. Может, не бред, не паранойя? Жени, Евгений, Женя, а Лидия сокращенно по-русски будет Лида. Если поменять местами слоги, то получится Дали. Бен, в этом что-то есть. Неужели ты не хотел бы жить здесь, в своем доме? Точно? А ты, женщина, понимаешь тайные знаки? Да, но идущая впереди и твердо стоящая на ногах Гала и Лида. Вот две мои музы. Одна из снов, другая из реальной жизни. Кузнечик, притаившийся на груди медведя. Я на границе между сном и явью, ведь зуб остался здесь не зря. Бен, зуб не потерялся. Он обозначил место, где будет новый дом Дали. Тебе нет. Нам нужна мастерская, отдельная мастерская, в которой ничего бы не напоминало о прошлой жизни. Ха, живите здесь. Хижина моего Нанда давно пустует. Да и сарай рядом подходящий. Сальвадорчик может в нем рисовать. А Лидия будет приходить к вам и помогать хозяйство вести. Продай сарай нам. Твоя цена? Да ничего. Живите так, как раньше жили. Бесплатно. Лидия добрая сегодня. Нет, мы обязательно заплатим. Ну, скажем, 600. Нет, 550. 550, а? Дали взмахивает руками. Гала, Галючка Галя, откуда, где? Музейный зуб потерян и денег нет сейчас совсем. Кориня, я сделаю новый молочный зуб из рисового зернышка. И мы подвесим его к потолку на нитке, как хотели? Бен, Кориня, конечно. Тогда ладно, но новый зуб надо будет обязательно сфотографировать. Занавес. Явление второе. Порт-Легат. Мастерская Дали. Дали работает у Мольберта. Гала сидит на коленях, у нее дневник. Одик, кик, куин, 4, 5, 6. 1, 2, 3, не ведь и кажется квать. Так? Бен, правильно. Оле, Дали, оле. Бен, это да на твоем языке. Дали уже много знает, Дали почти научился считать так же, как Галючка на галючинском языке. Дали нужен приз, сказку. Прочти мне сказку. Какую, мой Даленок? Любую, лишь бы от тебя. Сегодня лучше про медведя. Нет, про Гондыра. Ведь так медведь на твоем языке. Бен, Коринья. Открывает тетрадь, листает. Пожалуй, вот эту. В старину у одного деревенского старика был сын. У этого сына были деньги, он деньги в катке копил. Отец говорит, я на ярмарку поехал. Отец спрашивает, а у тебя деньги-то есть? Сын ответил, есть у меня 2, у меня катка денег. Отец говорит, ну, коли так, поезжай, сынок, купи лошади сани, скоро зима.
Сын вышел во двор и поставил навозный короб в свои сани, а в навозный короб положил катку-пудовку с деньгами, потом запряг лошадь и уехал. А что такое катка-пудовка? Коренья, это небольшая бочка, в которую можно положить целый пуд чего-нибудь, а пуд это примерно 16 килограмм. То есть у сына было 16 килограмм денег? Наверное, металлических. Это много, очень много для деревенского жителя. Коренья, так это же сказка, слушай дальше. Хорошо. Нет, совсем не хорошо. Бросает шпатель. Затылок давит. Не та краска, не тот колер. И вообще ни о чем картина пустая. Ничего не получается, рука болит, шпатель дрожит. Краска не ложится. Успокойся, мой Коренья, мой розовый мишка, ты должен работать, тогда у нас будет много денег, как в этой сказке, пудовка денег или больше. Мы сможем достроить этот дом, сможем расплатиться с кредиторами, станем свободными в конце концов. Бен, свободными. И наши деньги свободных людей тоже будут заперты в навозном коробе, а деньги дают свободу, и деньги с навозом неразделимы. Следовательно, истинная свобода в навозе. Да, достаточно посмотреть на свинью, наслаждающуюся грязью, валяющуюся в собственных нечистотах. Вот кто истинно свободен. Да, постой, как ты сказала? Розовый мишка? Бен, точно розовый. Это тот самый цвет. Где? Начинает работать. Читай дальше, Галючка. Галя. Гала читает. По дороге на ярмарку попался тому деревенскому парню навстречу медведь. Медведь спрашивает у человека: «Куда едешь, приятель?» Человек отвечает: «На ярмарку еду». А медведь: «Посади, стало быть, и меня». Человек отвечает: «И посадил бы, да у меня есть катка денег в навозном коробе, тяжелая лошадь не сдюжит, если тебя посажу». Медведь: «А я в гору пешком сберусь, а с горы поеду, лошади-то легче будет». Человек отвечает: «Тогда садись». Вот едут они вдвоем. Вот и Гондыр появился. Оле, медведь, оле. Какой ты хитрый медведь. Как ты сообразил? Не всякий человек так сообразит, Бен. Гондыр вообще на человека очень похож. Мне дедушка рассказывал, что если с убитого медведя снять шкуру, то он становится неотличим от мужичка. Такие же ноги со ступнями, руки как будто с пальцами, голова большая, почти человеческая. Ходит без шкуры, как весь в кровавых потеках. И, наконец-то, ап! Действие третье. Апофеоз представления Куин. Явление человека-медведя. Гондыра-человека, Челагонда. Работает все быстрее и быстрее. Вдруг останавливается и закрывает лицо руками. Что, мой Даренок, опять? Бен, нет, да, мне кажется, что это все распалось на две части. Вот лампа, холст, кисти, шпатели, краски. Все вещественное имеет теперь две части, две разные половинки. Вглядывается в шпатель. Этот шпатель мужчина, видишь? У него есть гульфик, а там в стакане спряталась тетя Кисть. С бюстгальтером из кистового уса. Вон наверху лампа, как мужской котелок, а напротив светлица, вся в кружевах, как в морщинах. Старая дева-ночник. Расходится на две вещи. Раскалывается весь мир. Надвое. На бородатые и голые, на горы и впадины, холмы и пещеры, на мужское и женское. И это только начало, потому что дальше я вижу, как и краски разделяются на мужское и женское, а потом делится еще, и внутри каждого оттенка проявляются мужские и женские гормоны цвета.
Каждому оттенку свой пол. Оттенков становится все больше и больше, а полов только два. И вот в гормональном море разноцветия проявляются первичные и вторичные признаки. И начинается война цветов, вторичный половой признак. Голубого цвета борется с первичным признаком розового оттенка. Ха-ха! Гарсия борется с Сафо. Изображение переходит в стихотворные слова, но я не могу уловить их ход, их борьбы. Очень быстро происходят взаимные выпады и обмен ударами. Я не успеваю, и поэтому не получается у меня вот эта вот картина. Тише, Кориня, тише. Сейчас все пройдет, Кориня. Попробуй просто их объединить, эти половинки, Далена. Пусть они вместе сольются и составят единое целое. Но это целое пусть будет только для тебя, Кориня, и только твое, мой Далена. Ты его создатель, ведь Дали всегда создатель нового, да? Дали должен объединить этот разбушевавшийся и раскалывающийся мир, объединить своим искусством все расколотое надвое. Дали успокаивается. Оле, Гала, Оле, ты представляешь искусством, ты предлагаешь искусством объединить полы, создать единополого, Бен? Быть может, мой Даленок, но знаю точно, что это будет самое счастливое существо, Кориня. Оно будет лишено неполноценных противоречий, свойственных и мужчине, и женщине. Мужское и женские начала в нем дополнят друг друга. Борьбы плоти не будет. Не будет этой удушающей зависти полов. Вспомни, как в диалогах у Платона есть история, рассказ о тех временах, когда на земле жили однополые существа. Каждое существо было и мужчиной, и женщиной одновременно. Да, помню. У каждого было по 4 руки и ноги. И это были андрогины, так писал Платон. А потом андрогины разделились на мужчин и женщин. По 2 ноги и по 2 руки. Разошлись по цвету, и с тех пор половинки ищут друг друга. Большей части безуспешно, но если вдруг повезет, и 2 половинки найдут друг друга, то я вот нашел тебя, моя Гала. Ты ведь моя Гала, да? Гала ведь Дали. Бен, Кориня, безусловно, Бен. Но Платон, рассказывая об андрогинах, подразумевал древние времена, времена мировой гармонии. Тогда в том гармоничном мире было место андрогинов. А ведь ты, Кориня, тоже ищешь гармонию в своих картинах. Нет, не так. В твоих картинах копаются другие, не ты. Ты создаешь шедевры. Ты создатель, не они. Они, рассматривая полотна, не понимающие, домысливая всякую ересь. Пусть! А ты, точнее будет, что ты картинами ищешь древнюю гармонию. Да, так точнее. Только в нынешнем мире нет места андрогину. Нет первозданной гармонии. Она рассеялась в пространстве, растратилась впустую за тысячелетия существования человека-половина. Картинками своими ты ищешь то, чего уже нет в нашем мире. Наверное, ты права. Все бесполезно. Я не хочу жить здесь, моя Гала. Я хочу вернуться в те времена, когда существовали андрогины. Здесь бессмысленно мое творчество. А там основа, твердая опора. Постамент моему гению. Там единое искусство. Да, только там. Подожди, Кориня, не торопись. Мне кажется, я знаю выход. Андрогину нет места в этом мире, но есть гермафродит. Создание не столь древнее, как андрогин, но подумай, мой Далена, быть может, в гермафродите есть та гармония, которую ты ищешь. Не знаю я. Я пуст опять. Картина в тупике. Интересно, Кориня. Вот что я вспомнила. Я в детстве всегда ловила себя на том, что частенько думала про себе в противоположном поле. Бен,
И даже часто отвечала маме: «Я понял». Вместо «я поняла», что это? Андрогинный зов или эхо гермафродизма. В детстве все так запутано. Я тоже частенько искал себе признаки девочки. Да, Лена, а ведь мы можем сами создать. Нарисовать? Кого? Когда? Сейчас? Андрогина? Нет, конечно, гермафродита, но не нарисовать. Можно изваять. Ты же знаешь, что чем неопределеннее тема, тем больше мое вдохновение. И быстрее получится шедевр, особенно если рядом моя Галючка. И она читает мне вслух на своем языке. Да, я готов начать работу над новой скульптурой гермафродита. Нет, Кориньо, ты не понял. Мы можем создать настоящего гермафродита, создать живого. Как? Вот в этом дневнике есть описание древнего обряда. В нем только раз участвовал Моисей с 2 учениками. Если верить записям, то они превратили юношу в рыжеволосую девушку. Оле, Гала, оле, хочу. Это более чем простое капризное хотение. Что холсты, что скульптуры, что инсталляции. Это пустое. Ничто по сравнению с шедевром жизни. Пигмалион сделал статую Галатеи. И боги оживили ее. Но Пигмалион не стал равным богам. Он лишь воспользовался их благосклонностью живой Галатеи. А Дали пойдет дальше. Гениальный Дали станет равным богам. Он изменит их первоначальный замысел с помощью Гала. Дали создаст живое из живого. Переделает одно живое в другое. Гермафродит. Да здравствует единополое творение гения Гала Дали. Ты правда веришь мне? Бен, судьба свела нас странно. Судьба велит мне верить тебе. Но, Кориньо, я не уверена, что все получится так, как написано в дневнике моего деда. Оле, Гала, оле, мы все равно должны попробовать. Ты сейчас открыла замысел моей работы, смысл моего творчества. До этого даже Гарсия не мог додуматься. Ты выше Гарсия. Теперь ты обязана мне помочь. Гермафродит. Мы будем вместе создавать гермафродита. Оле, Гала, оле. Скорее начинаем. Так, как? Ну хорошо, Кориньо, хорошо. Раз ты так хочешь этого. Листает дневник, читает про себя. Здесь написано, что надо построить керемет. Что это? Керемет – это то место, где мы сможем попробовать домик для богов. И там нужно будет сделать. Кереметь. Дом, куда прилетают боги, птицы. Бен, мы построим дом для богов. Вот, Галючка, я уже делаю искусство. Дали начинает работать. Занавес. Картина 4. Клиника доктора Тригента. За столом сидят доктор Тригент и Гала. Бен, доктор, он совсем не агрессивный. Он вообще не способен причинить кому-либо боль. Вы бы видели, как он каждое утро уговаривает своих канареек запеть. И как он плакал, когда у любимого кинаря завелись кожные клещики. Ах, как Дали аккуратно собирает виноград, как улиток. Так нежно, ласково. Аккуратно, чтобы не повредить раковинку. Что-то шепчет им по-каталонски. Нет, такой человек не может быть агрессивным. Да, а как долго длятся эти приступы? От нескольких часов до нескольких недель. Если приступ долгий, то все вокруг бывает завалено незаконченными работами. Он бросает одну работу, начинает другую, потом возвращается к первой, снова бросает, снова начинает. И так много раз.
Заказы остаются невыполненными. Кредиторы грозят востребовать неустойки. Вот недавно он бросил все в студии, выбежал в сад и начал собирать мусор, крича: «Все прах, все прах! Бог сотворил первого человека из праха, из мусора, а Христос Бога человек и Сын Бога. Значит, он больше, чем все остальные люди, состоит из мусора. Я тоже создал их, и у меня тоже должен быть сын из мусора». А потом 3 дня строил гигантскую фигуру на земле из остатков лодок, каких-то деревяшек, проволоки, камней, банок, бумаги. Из всего, что находил на берегу. Да вот я это сфотографировала. Посмотрите, он назвал фигуру «Поверженный Христос». Любопытно. Весьма любопытно. Вот и терновый венец, и худые ребра, и лицо. Реалистично очень. Конечно, конечно, он очень талантлив, поверьте мне. Но ведь эту фигуру никому не продашь. Так и распласталось у нас в саду бесполезное творение. А в мастерской в это время пылится заказ за несколько десятков тысяч песет. Любопытно. Творческие провалы, периоды депрессий, спецкие экзальтации, работоспособности. А скажите, вы ведь были у Зигмунда? Чем закончилась консультация? Бен, мы посетили его в Лондоне. Он даже подарил доктору Фрейду одну из своих картин. И что? И ничего. Так же, как вы сейчас. Доктор Фрейд долго разглядывал эту картинку, а потом сказал: любопытно, очень любопытно. Правда, во время встречи мне показалось, что... Так, что же? Что доктору Фрейду самому был нужен врач. Он выглядел очень-очень плохо. Ах, да, он ведь обнаружил у себя рак на щеке. Примерно в то время, когда вы были у него. Возможно, что Зигмунд был больше поглощен своей болезнью, чем странными поступками и психикой экстравагантного пациента-художника, неуправляемого. Анализ не был проведен по техническим причинам. Смертельной болезнью, управляющего душевными переживаниями. Да, Зигмунд был велик, но что ж, и доктора тоже смертны. Не всегда врач может исцелиться сам. Они долго беседовали, Дали и Фрейд, художник и доктор. Я ждала за дверями, пила английский чай с жасмина и надеялась. На что? Не на то ли, что великий психоаналитик даст вам алгоритм управления художественным гением? Кнопку включения-выключения? Напрасно. Такого в психиатрии не бывает. Да нет же, нет, доктор Фриген. Дали всегда очень хочет работать, но в эти периоды он непродуктивен. Его работа безумие, и в безумстве вся его работа. Но слишком часто происходит какой-то сбой, и работа становится несовместимой с безумством. Я хочу в первую очередь помочь самому Дали. Пусть безумный работает, пусть! Но безумие не должно душить в нем художника. Должен быть статус-кво, равновесие, точка баланса. И что же? Что великий Зигмунд? Помог в поисках точки баланса? Когда Дали вернулся от него, то сказал, что остался очень доволен состоявшейся беседой. Был спокоен и нежен. Мне показалось, что что-то стало налаживаться в мире Дали, а доктор Фрейд при прощании просил меня обязательно зайти к нему через месяц. Он хотел подумать над этим случаем. У меня появилась надежда, но вскоре мы уехали в Америку надолго. А через несколько месяцев Зигмунда не стало. Мир прав его. Бен, Фрейд не помог Дали. А каков вердикт Ригента? Ваш рецепт, доктор. Рецепт. А нужно ли ему лекарство? Лекарства прописывают от болезней. Но болен ли Дали? А? Вы совершенно правильно сказали, что безумство – это его работа. А лечить от работы я не умею. Бен, доктор, я понимаю. Ведь если бы не было этой болезни, то не было бы и самого Дали. Но не было бы картин, скульптур, инсталляций. Тогда, дорогая моя, собственно говоря, чего же вы от меня хотели, когда решили прийти сюда? Вы же сами прекрасно справлялись, справляетесь и будете справляться с его так называемой болезнью. Или работой. Более того, эта болезнь в кавычках полезна для вас, именно как работа художника. Бен, но вы правы лишь тогда, когда говорите в прошедшем времени, но не в настоящем и тем более будущем.
Справлялась, доктор, справлялась. Раньше было легче, то ли я была моложе и сильнее, то ли болезнь далее прогрессирует. Но только теперь мне все труднее и труднее находить нужные слова, чтобы приводить его чувства в порядок. Период его восстановления, то есть приход в состояние работоспособности, с каждым разом становится все длиннее и длиннее. Не знаю. Ну, во-первых, я специалист по групповому психоанализу, а вам скорее нужен доктор, занимающийся индивидуально с пациентом. Простите, нет, не ваш случай, а Дали, конечно же Дали. Случай Дали уникален, хотя и очень интересен своей уникальностью. А во-вторых, мне кажется... Доктор, я готова заплатить любую сумму. Да, но в данный период я прекратил заниматься частной практикой. Почему? Мне нужно время для завершения одной работы. Я решил заняться теоретическими проблемами. Закончив практиковать, я освободил свое время, чтобы решить один интереснейший теоретический аспект психиатрии. И это вторая причина, чтобы отказать вам. Доктор, я очень хорошо заплачу. Да, но я уже включился в решение вопроса о психологическом портрете личности, испытывающей тягу к перемене биологического пола. Подобрана научная периодика, собраны клинические примеры, почти готов анализ. Осталось только сесть и перенести мысли на бумагу, но, увы, не хватает времени. Бен, а можно ли мне подробнее узнать, чем вы будете заниматься? Извольте, если интересно. Итак, в каждом из нас есть признаки другого пола. В ком-то больше, в ком-то меньше. Кто-то больше ощущает эти признаки, кто-то меньше. Современная хирургия уже достигла того уровня, когда вполне может переделать внешние признаки пола на противоположные. Вы понимаете, о чем я. Итак, серия хирургических операций, гормональная терапия, завершающее вмешательство скальпеля, и вот уже неполноценная женщина превращается почти в полноценного мужчину. Поверьте, сейчас проблем с переменой пола нет, но только физиологического пола, а остается та область, где скальпель бессилен, и эта область огромна и непознана. Сплошные вопросы, на которые пока отсутствуют ответы. Меняется ли личность? Кто мыслит в новом мужчине? Женщина или нет? Что первично для сферы чувств и мыслей? Физическое тело или нечто иное? Психологическая казуистика, конфликт тела и психики, бунт личности женщины в теле мужчины и, возможно, наоборот. Бен, доктор, я понимаю, но хочется крикнуть: «Остановитесь, доктор, вы ищите это!» Конфликт может быть тогда, когда происходит насилие. Изменение физического тела всегда насилие. Вот отсюда и проблема. Надо просто найти гармонию воссоединения полов. Единение без насилия. Андрогин? Вы имели в виду андрогина? Но позвольте, вы крайне самоуверенны. Крайне. Почему? Позвольте, я попробую объяснить. Дело в том, что большинство приступов у Дали связано с тем, что он безуспешно пытается найти свой новый пол. Именно найти, вернее, создать в поиске, а не поменять. Может быть, доктор, в вашей практике таких случаев очень много, может быть. Это не ново для вас, но Дали он другой. Я чувствую это. Чем же это другой? В психиатрии есть законы, и пока все, что вы говорили, укладывается в эти законы. Но другой Дали не понимаю. Сейчас попробую объяснить. В один из наших с ним разговоров, когда я почувствовала, что приступ близок, я постаралась переменить тему, стала рассказывать о сочетании полов, о гармоничном сочетании в одном организме двух полов. Дали очень заинтересовала эта тема, а я тогда поняла, что он ищет другой пол. Как же это? Интересно. Ни мужской, ни женский гендер его не устраивают? Бен, доктор, он считает настолько гениальным себя, что рамки двуполости тяготят его. Он считает, что его исключительность позволит ему создать совершенно необычный третий пол. Любопытно. Очень любопытно. Доктор, он последние 2 месяца работает только над одной скульптурой. Он забыл об остальных заказах. И скульптура называется «Гермафродит». Да, но гермафродит совсем не андрогин. Гермафродит лишь внешнее сочетание полов, а андрогин... Да знает он, знает.
Просто по его теории гермафродит есть первая стадия на пути к андрогину. А я предложила ему способ, как создать живого, настоящего андрогина. И как же? Дали надо дать возможность самому создать своего андрогина с помощью древней магии. Но вы шутите? Кес-кесе? Я в конце концов занимаюсь наукой, а не шарлатанством. Бен, доктор, а в театр вы ходите? Конечно, но при чем здесь театр? Нонсенс. Так отнеситесь к тому, что я предлагаю как к театральному представлению. В театре часто мужчина играет женщину и наоборот. Так почему же не сделать представление о переделке мужчины в женщину? Спектакль «Мистификация» специально для Дали, спектакль для одного зрителя. Но, по крайней мере, это должен быть спектакль, очень похожий на реальность, практически неотличимый от реальности. А Дали очень верит мне, очень. Он называет меня своей музой. Любопытно. Вы предлагаете лечение с помощью реализации грез? Любопытно. Групповая реализация грез. Моя специализация – работа с группой больных. Я врач, излечивающий в коллективе. Вы же, в сущности, предлагаете групповое воздействие врачей на индивидуальность. Бен, доктор, теперь вы правильно поняли меня. Бен, доктор, направление лечения – группа здоровых воздействует на одного больного художника. Способ лечения – группа здоровых создает спектакль инсталляции, воздействующий на психику пациента. Я знаю, чего не хватает Дали. Я знаю, как дать ему то, что подарит ему спокойствие. Это лечение не извне, а изнутри. На основе того, во что Дали верит, того, что неразрывно связано с его творческим миром. На основе реализации его творческих поисков в живом объекте. Овеществление чувств? Любопытно. Должен отдать вам должное, уважаемая Гала. Вы умеете убеждать. Однако, чем я могу быть полезен в этой странной инсталляции? Некоторые называют меня ведьмой убеждения. Но все-таки, какова моя роль в этом спектакле? Я дипломированный врач, а не конферансье из цирка. О, ваша роль значительна. Дело в том, что одна часть Дали истово верит в мистику, а другая благоговеет перед силой науки. Я так понимаю, за мистическую составляющую будете отвечать вы, а за науку я. Бен, доктор, Бен! Вместе мы сможем склеить расколотый мир Дали. Наука и мистика – вот составляющие клея для психики Дали. И только вместе мы сможем склеить его мир. А еще вы будете главным декоратором инсталляции переплетения мужчины в женщину. На декорации должны быть неотличимы от реальности. Иначе не стоит и начинать. А у вас есть степень доктора хирургии, и Дали знает об этом. Скажите, доктор, сейчас в вашей клинике есть пациенты, желающие поменять пол с мужского на женский? Да, я ждал этого вопроса с начала нашей беседы. Мне казалось, что вы хотите устроить Дали к нам в клинику. И если бы вы задали его сразу, то получили бы отрицательный ответ. Но теперь, после всего того, что вы мне рассказали, мы почти со всеми распрощались в связи с прекращением работ по этой тематике. Остался лишь Аллан. Ему некуда уходить. А можно ли мне познакомиться с ним? Здесь, сейчас? Впрочем, в общем-то, ничего предрассудительного в этом я не вижу. Я сам с ним давно не беседовал. Мне будет интересно понаблюдать за его сегодняшним статусом. Декоратор, говорите? Доктор-декоратор? Триген звонит по телефону. Это говорит Деко. Ах, нет-нет. Улыбается и грозит пальцем Гала. Луиза, говорит доктор Этригент. Да, это шеф. Пожалуйста, приведите ко мне пациента из 6-й палаты. Да, я в своем кабинете. Пусть войдет один, без санитара. Обращается к Гала. Аллан родом с Филиппин. Никаких документов нет. Утверждает, что мать у него филиппинка, а отец русский. Русский? Россия страна очень большая. А из какого места в России? Боюсь, что он этого не знает. А как он попал к вам в клинику? Я привез его сюда из Амстердама. Был на конгрессе по альтернативной психиатрии. Аллан уже танцевал в местных барах, пользовался успехом. Где-то у меня даже афиша сохранилась. Роется в столе. Не надо, доктор. Не хочу портить первого впечатления от встречи.
Хорошо. Однажды вечером Алан пришел ко мне в гостиницу, принес все свои сбережения, вывалил купюру на пол у порога и попросил помочь поменять пол. Умолял, плакал, грозил самоубийством. А я как раз набирал группу пациентов с суицидальными наклонностями. Но я и согласился. Здесь в клинике его обследовали. Здоров. Входит Алан. Здравствуй, Алан. Маки в тебе. Что вы сказали? Ай, простите, доктор, я сказала, какой красивый, к тому же рыженький. А, понятно. Он называет себя глубоким блондином, но не рыжим. Алан, почему ты молчишь? Доктор, вы меня обманули. Я плачу ночами. Но в чем же Алан? Я дама, молодая дама. Я Алинда, доктор, не Алан. Дурацкий паспорт. Он все врет. Доктор, я дама. Но я уже начала гадать. Доктор, утром я увидела, что у меня появились растяжки на бедрах. Вот здесь и здесь. Кошмар. Эти растяжки делают мое чужое тело еще более чужим. А еще морщинки. Даже на верхней губе есть. Вот, видите? Доктор, вы же обещали мне исправить ошибку. И что же? Я жду и жду. И по ночам моя подушка мокрая от слез. Закрывает лицо руками. Алан, вашим терзаниям пришел конец. Давайте я объясню вам суть дела, по которому я здесь. Но если Алан согласится, то пусть подпишет все необходимые юридические бумаги. Я не хочу иметь неприятностей с полицией. Бен, доктор, он все равно не будет ничего помнить. Жизнь начнется сначала, а подписи на бумагах будут из предыдущей жизни. Если вы про меня, милая дама, то я не он, а Линда я. Я так же, как и вы, дама. Впрочем, в ваших глазах есть они не такие, как у доктора. У нас сверкают кристаллики, а у доктора в зрачках какие-то цветные нитки, макраме и синеватые искорки. А искорки, словно блестки светлые, рассыпаются невидимыми фейерверками. И один бежит небесный Как? Как вы сказали? Сначала? Жизнь сначала, это интересно. Бен, Алинда, как вы похожи! Вы найдете с Дали общий язык. Доверьтесь мне и послушайте. Занавес. Картина 5. Порт Легат. Внутренний двор дома Гала и Дали. На сцене голубятня. По сцене прохаживается Артура. Вот выстроили неизвестно что. И ведь кучу денег вложили. Рогатины разные со стороны торчат. А зачем? Зачем голубятня с рогатиной? Хозяйка говорит мой, отпугивать демонов. Какие здесь у вас демоны? Вот рядом горшки пустые, стены вмазали, горлышками наружу. Так теперь, когда осенью Тарамантина вернется, такой гул будет в этих горшках. Вот это будет демоны, так демоны. Не пойму, то ли рогатины отпугивают, то ли горшками приманивают демонов-то этих. А хозяйка говорит, что все это для хозяина. Она, конечно, хозяин птицы очень любит, но по мне уже эти лучше с канарейками возиться, как раньше. Они хоть поют славно и гадят меньше, а голуби еще и булькают. Есть хотят, булькают. Поклюют зерна, опять булькают. Фу! Вот и остановились бы на канарейках. А то голубей завести каких-то хохлатых. Ну точно демоны. Перья как рожки торчат, а один страсти господин. Никогда такого не видел. Одна своя головня с клювом, а на шее еще нарост перьями болтается. Ну точно двухголовый. Того и гляди, глаз красный откроется, и зубы покажет. Демоны, демоны. И виднее, пересаживают голубятню, все в клетках держат. А я корми их по утрам, чисти, воняют, фу на них. Все хозяйка, затейница. Входит Лидия. Артура, все бродишь здесь и брюзжишь? А ты чего пришла?
Дел, что ли, по дому мало? Лидия переделала все. Чисто, убрано, даже в комнате гола. Круглой, где иконка ее любимая? Казанская называется. Лидия, глядя на нее, даже перекрестилась. Вот только в прихожей чучело медведя Лидия не смогла почистить. Белый такой, оскалился. Вот, а деньги-то за уборку всего дома получаешь. А как за медведем ухаживать, так сам за мной прибежишь. А ну-ка откажусь. Что делать будешь? Шифрами своими газетными зверя заговаривать? Ха-ха-ха. Артура. А Лидия знает, почему ты такой недобрый. Артура-то в голубятни не пускают. А Лидия там была. Вот Артуру и обидно. Туда, кроме молодого Дали, только женщинам можно заходить. Так Гала сказала. А раз там была, то скажи, зачем эта голубятня такая несуразная? Внизу широкая, а сверху узкая. Так это чтобы воздух снизу вверх сильнее шел, чтобы лучше горело. Там внутри барбекю стоит. Так молодой Дали сказал. Вроде жаровни. Да, чтобы огонь лучше горел. А по стенам сиденья для людей. Лидия видела. Что же ты болтаешь? Где же это видно, чтобы в голубятне жаровню делали? Да, жаровня там большая. Впору человеку на ней разместиться. Если, конечно, ноги поджать. Видела, Лидия видела. Неужели? Что же они там жарить будут? Голубей, что ли, полить? Артура шутит, Лидия понимает. Артура, если белого медведя в прихожей почистишь, то Лидия тебе секрет откроет про голубятню. А? Опять в газете вычитала. Знаем, откуда все твои секреты. Нет, Лидия вчера разговор хозяина с хозяйкой слышала. Лидия умеет точно понимать тайный смысл слов. Говорит шпионка. А медведь? Лидия его очень боится. Почищу после обеда. Это для Артура вот эта голубятня. А Дали с Гала ее Керемет называют. Это храм их, молельное место такое. Храм? Молитвы? Какой же это веры? Хозяйка вроде младенца Джесса верит и Богоматерь уважает, а хозяин вот эту деву Монсеррат нашу с детства почитает. И все одно, оба христиане. Ха, Гала-то твоя двоеверка оказалась. Одной ногой в нашу веру ступила, а другой в своей, старой, русской, особенной осталась. И Богоматерь чтит, и своих богов не забывает. Лидия думает, может, все они русские такие. Гала говорит, что ее боги древнее, чем Господь наш, Джесус. Как бы ее боги дедами и бабками Джесусу приходится. Ха, инквизиции на нее нет. Ты говори, но не заговаривайся. Тебе наши хозяева работу предоставили, зарплату платят, а ты болтай поменьше. Со мной-то можешь. Я против хозяев никогда слова не молвлю, а с другими не болтать об этом. Ха! Лидия не только понимает тайны, но и умеет их хранить. Лидия не подведет. Но Кереметь это точно для служения древним русским богам построено. Колокол там внутри еще висит сбоку. Лидия видела. Не голубятня совсем. Лидия знает. А жаровня-то зачем внутри? Лидия шепотом. Перепекать они будут там. Что? Не слышу. Перепекать они человека будут. Ну, не они сами, а боги их. Сначала богов этих древних позовут, а потом с их помощью из одного человека другого будут делать. Лидия слышала. Как это? А ты видел, как молодой Дали из глины зверушек лепит? Берет глину, земля землей, мочит ее, мнет, а потом глядь, и уже жираф или носорог. И молодой Дали еще в печи запекает, а Гала потом зверушек раскрашивает. Лидия знает, что с человеком они хотят так же сделать. Как так же? Вылепить, что ли? Человек-то не глина, он из мяса и костей. Ха! У Гала есть тетрадка, так там написано, как глину для человека получить. Как же? Лидия шепотом. Из человека. Что? Гала читала вслух, а Лидия слышала, что в нового человека жизнь вдохнуть могут только боги. Простым людям дозволено лишь переделать человека. Только если боги помогут. В тетрадке написано, что надо сначала человека обратно в глину возвратить, а потом из этой же глины нового вылепить. Но, Лидия, ты совсем с ума подвинулась.
Вон у хозяина и звание стоит в мастерской, но не живое, холодное. Этот, как его, немецкое имя такое, вспомнил. Германфродит называется. Тоже из глины. А настоящий человек-то не из звания. Любой дышит, сердце бьется, теплый, ходит. Вот древние боги Гала и должны помочь, что Божию. Для этого и молельную им построили. Кереметь. Вон она, не голубятня. Лидия поняла, что сначала они хотят, чтобы боги эту особенную глину помогли сделать. Потом молодой Далин вылепит из нее другого человека. А потом уж Гала опять богов своих попросит помочь ей заново перепечь его. Для этого там барбекю и сделали. Как пирог. Будет теплый и дышать. Да? Но из какой же они глину человеческую получат? Неужели из самой хозяйки или хозяина? Нет, молодой Дарьей очень нужен. Сальвадорчика нельзя трогать. Русская сначала хочет потренироваться на другом. Она хочет познакомить молодого Дарьи со всеми своими богами, перепечь одного из своих мачо, а потом уже самой перепечься. Лидия это поняла. Лидию не обманешь. Гала все это затеяла, чтобы омолодиться, красоту вернуть. Да, хозяйка сильно переживает, что молодость уходит. Ты права. И Лидия тоже хотела бы стать моложе. Тогда жени бы к ней вернулся. Милые жени, почему ты в Барселоне так долго, а твоя Лидия здесь одна? Ну вот, опять про своего и жени запела. Сходи-ка лучше в Кадакес, купи свежую газету. И то верно. Лидия давно не читала вещих слов и жени. Артур ведь обещал Лидии про медведя. Да, сделаю. Лидия уходит. Надоела эта Лидия. Наплела неизвестно что. Все бла-бла-бла. Совсем рехнулась со своими жени. Болтала все здесь. Все бла-бла-бла. Хотя, кто его знает? Может, и есть что-то в ней болтовне. Ведь вправду, голубятня-то какая-то странная. Входит Гала. Артура, у нас гости. Приехал доктор Триген и Аллан. Не мог бы ты подвести дорожку к голубятне? Конечно, хозяйка. Прямо сейчас? Бен, Артура. И побыстрее нам очень скоро голубятня понадобится. Гала уходит. Артур берет метлу и начинает подметать. Бен. Только от нее и слышишь. Бен Артура сюда, Бен Артура туда, а Артура бегает. Хоть и устал, ноги еле от земли отрывает. А мусора-то действительно много. Вон веточки, листочки, ветром нанесло. А это что? Наклоняется. Бабочки. Мертвые бабочки. А крылышки у всех обгорелые. И чем ближе к голубятне, тем их больше. Откуда? Метет. А доктора-то этого я знаю. Он приезжал уже сюда, когда у хозяина рука начала трястись сильно. Болел хозяин сильно, работать не мог. И хозяйка тогда доктора Тригента пригласила помочь. Шляпа у него еще коричневая, с атласной лентой и трость с белым набалшником. Он тогда хозяину посоветовал тоже трость особую, с рогатиной сверху сделать, чтобы на рогатине рука отдыхала. Сказал, что рука трясется от чрезмерной работы, от нервного перенапряжения. Хороший доктор. Что ж, помогла трость-то. Из красного дерева сделали, а рогатину золотую. Теперь хозяин с ней не расстается. И в мастерской, и на прогулках всегда с ней. А что за Аллан? Новый друг, что ли, хозяйкин? Ох, сколько этих здесь перебывало, друзей этих молодых. А хозяин спокойно к ним всем относится. Здоровается, за столом все вместе сидят, беседы ведут. Когда в бассейне купаются, хозяин за ними с подушек наблюдает. Только недолго они все здесь задерживаются.
Останавливается перед входом в голубятню. Рассматривает ее. Заперто. А то бы сейчас пошел и в раз проверил, врет Лидия или нет. Смотри-ка, над входом череп. Вроде коровий, но без рогов. Или как другого диковинного зверя. Хозяин на это дело мастер. Сделает так, что с разных сторон разное увидишь. Ну-ка, а вот так. Все равно череп в треугольнике. А сверху женщина сделана. Или это девушка? Молодая. Наверное, девушка. Или юноша. Не поймешь. А я-то до этого не замечал. Красиво. Волосы тоже из камня, а будто развиваются под ветром. Ангел, наверное, Серафим. Летит. А зачем, спрашивается, на голубятне такое из войны? Может, права Лидия-то? Может, моление это, а не голубятня? Тогда, конечно, такой ангел здесь нужен. Он с богами помогает общаться. А череп внизу, значит, демон побежден. Что там про древних богов Лидия Гала говорила? Нет, все же знают, что Лидия не в себе. Болтает все без смысла. Бла-бла-бла. Совсем же со своими жени с ума сошла. Вон, недавно вырезала из журнала фото, пошла хозяину и попросила нарисовать портрет. Хозяин-то тогда не в духе был. Обедал. Взял с тарелки вареного осьминога, к листку приложил, прижал и раз черканул что-то там. Потом отдал Лидии. Держи, мол, свой портрет. Она довольная, рисунок домой принесла, над кроватью повесила и сыновьям своим сказала, что портрет очень похож на их жени. Сыновья-то потом всем рассказали, что на листке том лицо не поймешь кого, мужчина или женщина. Кляксы и потеки от масла везде. Вон и вместе волос там понятно что. Отпечатки щупалец с присосками. Входят 4 фигуры в маскарадных костюмах. Проходит мимо Артура. Одна из фигур отпирает дверь, и фигуры входят в голубятню. Дверь закрывается. Опять карнавал затеяли. Не могут ли ни дня без никакого-нибудь праздника? Переоденутся и вышагивают. А я-то хозяина и хозяйку по походке в любом костюме узнаю. Первая была хозяйка, второй шел хозяин. Последний повыше – это доктор. Он хромает без тросточки. А между ними это новенький, который Алан. Так, наверное. Из голубятни идет дым и раздаются звуки колокола. А ведь внутри и правду есть очаг. Там из всей щели валит. Лидия-то права. Неужели? Голос Дали. Оле, Галадрина, оле, начинай же скорее. Оле, Гала, оле, включай же, наконец, свое молекулярное сито. Голос Тригента. Господа, я готов. Голос Гала. Остын маре, кылдышыне кваже. Остын маре, кылдышыне кваже. Остын маре, кылдышыне кваже. Инмар кылдемке кылдышын. Корка бугыли папа преске, та бугыли папа кулем муртлем лулес. Голос Алана. Боль, какая боль! Голос Тригента. Господа, ну это же не... Что это? Пресвятая Дева Монсеррат! Что же они там затеяли? Отмахивается руками. Кыш, кыш! Откуда эти бабочки опять взялись? Занавес. Картина 6. Порт Лигат. Мастерская Дали. На сцене 2 мольберта, у одного сидит Алинда. Алинда поет. Только следуй за мной в этот пластик времен. Я готова давно бить ключом твоих грез. Не иди на закат, не стремись на рассвет. Рощу знаю лишь я, где безликий наш Бог спрятал стрелы любви. Где же тело мое? Там и оно, среди осенних ветвей, в бликах спящего льда, все в крови и меду. Только следуй за мной в этот пластик времен.
Я готова давно бить ключом твоих грез. Среди осенних ветвей, в бликах спящего льда, все в крови и меду. Входят Гала и Дали. Слушают. Какой низкий голос! Мужское начало из нее выплескивается тембром. Но тело, посмотри, Галючка, тело совершенно своей женской красотой. Кто бы знал, что это мужчина. Уже не мужчина, а тело. Тело удалось. Но сможем ли мы повторить? Оле, Гала, оле. Да, у нас не получилось повторить с тобой, что получилось с ним. Но нет ничего. Ведь одно превращение уже состоялось. И вот она. И она прекрасна. Посмотрите на нее. Галадрина. Кипарис в тумане. Это же квинтэссенция красоты. Но ведь еще и слова хороши, и мотив. Послушай. Слова? Кориньо, я думаю, эти тексты неплохие для напевов, но если их записать, то получится не очень. Ритм рваный, с рифмой плохо, все держится на чувстве, переизбытке чувств. Но, Галючка, фу. Она же не только ничего не помнит, но и не понимает, что поет, и, наверное, никогда не будет понимать. А я всю жизнь пишу гениальные картины только потому, что не понимаю того, что пишу. Значит, она такая же, как и я. И, следовательно, в ней плещется мое искусство. Она – это живое доказательство гениальности Дали. Алинда поет. Я твой замкнутый путь, путь на север, где в сон желтой точкой манит свинца тело и зрак. И там горизонт поломал ориент, и пустыни во мгле запад жжет и калит. Изнутри без жары, но я знаю, где прячусь сердце, да и огня. Ты иди вслед за мной, пламя снега растает в пути, и останется мед, и смешается кровь. Я твой замкнутый путь, горизонт поломал я. I am a glossy photograph. I am in color and softly Алинда замечает Гала и Дали. overexposed and well blown up. Carefully printed and neatly cut. Атай, мамо, я вас не заметила. Аля, о чем ты сейчас спела? Мед, кровь. Я не знаю. Слова сами подставляются на мелодию, а мелодия тоже сама появляется. Я ее чувствую вот здесь. Показывает на грудь. Она будет меня, приходит сама по утрам и растекается по телу. И песня сама начинается. И мне становится очень хорошо, когда я начинаю петь и танцевать. Атай, а ты сегодня будешь учить меня рисовать? Я хочу. Конечно, Аля, мы будем рисовать кровь и мед, твой мед и мою кровь. Я вижу музыку. Кориньо, подожди. Вы будете рисовать, конечно, но попозже. Доктор Триген перед отъездом просил задать Алинде несколько вопросов и сообщить ему ответы. Это важно. Мамо, но я хочу рисовать. Я не люблю этого доктора. Он злой. Аля, ты должна слушаться мамо. Мамо для нас все. Хлеб, вода, вино, картины и песни. И мед. Конечно, и мед тоже. Без мамо не было бы ни тебя, ни меня, такого, каков я есть. Такой, какая ты есть. Пожалуйста, делай так, как она просит. Наша Галючка. Я подожду. Тогда хорошо, Атай. Дали отходит к мольбертам. Я буду записывать твои ответы на этот магнитофон. Ты готова? Да.
Алинда, отгадай загадку. Было трое, первый ни разу не рождался и единожды умер. Второй единожды родился и ни разу не умер. Третий единожды родился и дважды умер. Первый созвучен земле, второй – Богу, а третий – нищему. А кто твой бог? Инмар. Он один? Один? Нет, их трое. Есть еще Куащ и Колдыщин, но они вместе с Инмаром, в нем внутри. Откуда ты это знаешь? Так было, так будет. Ты знаешь человека по имени Алан? Я знаю Атая, Мамо, Артура и Лидию. Алана я не знаю, но это красивое имя. И еще, когда ты говоришь Алан, внутри меня начинает шевелиться боль. Там под сердцем становится больно. Верь, Алинда. Дали быстро подходит к Гале и Алине. Галючка, какой Алан? К чему все эти вопросы? Схоластика гримасничает в каждом вопросе ложь. Ужимки, лживые науки. Триген должен быть забыт. Алана нет давно. Нет. Так же, как и нет моего умершего брата. Нет Вагнера, Гарсия, Поля. Нет давно. Алан же призрачный братишка нашей Али. Единственный, единый в ней и пуповиной свиты. Но секретный, очень секретный. Гораздо секретнее, чем наша общая ДНК. Тайный он был. Тайно ушел из нашей общей памяти. Твоей, моей, ее. Ушел, скрылся за волосатым занавесом. И носорожий рог, и череп. С бивнями слона, замки, запоры, все в раз. Захлопнулись за ним. Ура, мне нравится! Я больше... Атай, давай смеяться вместе! Опять! Как я устала! Я больше не могу с этим бороться! Нет сил! Дали хватает магнитофон и швыряет на пол. Этот прибор, это дрель, это тригента для мозгов, мозгодрель, но отскрипелась уже вот-вот, подавилась блестящей шкуркой ленты, катушка, где вместо ленты намотана нить, нить молекулярная, хрустит, ломаясь, рвется лента, нить ДНК, проклятая докторская дрель. Она заунывно и тоскливо пела о нашей общей молекулярной памяти и подделам тебе, носителю генетику воспоминаний. Я здесь только я один и чуточка другого мира. Здесь нет воспоминаний, нет Алана, брата Полукса, нет Кастора, Помини нет Гарсия. Есть только гений я, Дали. Я целый мир, и в нем есть остров красоты по имени Алинда. Все. Остальное вон из нашей жизни. Я перережу эту пуповину, а ты, демоническая вещь, тригента мясника, не будешь больше никогда плевать в людей корпускулами лжи. Вон из моей вселенной. Топчет остатки магнитофона. Да, я тоже хочу танцевать с Атаем. Кровь, 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 мед, мед, мед. Как хорошо, как славно мы танцуем. Пританцовывая, присоединяется к Дали. Пусто! У меня внутри все пусто! Коринья! Нет, не Каринья я тебе теперь. Я ей Атай, отец, и все. И кипарис в тумане только важен для меня. Но Сальвадор Дали! А я, как я! Гала, Галючка, Галя, уезжай! Оставь меня с Алиндой. Я целый замок Пубол дарю тебе. Целый замок близ Жироны. Вчера купил его я для тебя. И адвокат уже заверил все для нас. Размахивает листами. Вот, дарственная на тебя, ты будешь им владеть одна. Себе оставил только титул. Дали теперь маркиз де Пубол. Ты? Маркиз?
Заранее ты знал и был готов, я поняла. А та, не попадаешь в ритм. Мамо, ты портишь нам ритм танца. Дали танцует. Я занят. Занят, Аля, Алочка, Алючка, Аля. Бен, тогда уеду я. Обращается к Алинде. А ты, недопеченный полупол, что ревностью меня обжег, тебе даю проклятие последней бабочки, жди ее. Алинда танцует. Мамо, что ж, красивые бабочки и махаон, и подолирий. Я их люблю. В них жала нет, как в пчелах и шмелях. Да, жало есть в тебе, а некоторые не видят этого, слепец-художник Маркиз де Кубол. Кто ж твоя маркиза? Она. Я так и думала. Алинда показывает язык, продолжая танцевать. Гала, созвучно так с пока. И попрощайся с белой голубятней. Там в Пуболе ее не будет. Только стены и закат, слоны и Вагнер ждут тебя. Там много Вагнера в саду. Бассейн я тоже вагнеровскими масками украсил. Купаться будешь под взглядами бессмертного и разноцветного. Весь Вагнер мира будет твой. Что ж, полет Валькирии мне нравится, а ты, Алинда, любишь же бабочек, ты рыжий демон, но помни, пламя в них и берегись его, они кыркуем, остой море. Артура, Лидия, где Кадиллак? Входит Лидия. Госпожа, Артура просил передать, что залил и фары чистые, протер и мотор прогрел. Готово, в общем, все. А господин поедет? Нет, еду я одна. Подушки не забудьте, икону захватите. А которую, Казанскую или Чудотворца? Берите обе. Бен. Оле, Гала, оле и ха. Гала, оле и ха. Продолжает танцевать с Алиндой. Занавес. Картина 7. Ночь. Замок Пубол. На сцене камин. Перед камином кресло. В кресле сидит Дали. На коленях у него тетрадь в кожаном переплете. Оле, Гала. Вот что осталось от тебя, ветхие, пожелтевшие страницы. Дневник, твой дневник. И опять я возвращаюсь к словам твоего языка. Оле, Гала, ты ушла от меня. Ты оставила своего гения. Теперь я могу лишь читать твои слова. Слова, которые я столько раз слышал от тебя. Осте ин море, кылдышне важе. Оле, Гала, но почему у тебя получалось? А я не могу. Мне не хватает тебя в мастерской. Очень не хватает. Как я устал. О, как я устал. Без тебя стала сильнее дрожать рука. И не у кого просить о помощи. Никто не знает секрета, кроме Гала. Нет врача для Дали, кроме Гала. Никто не понимает тайный смысл этих знаков. И я. Люди вообще мало что понимают. Необразованные люди, глупые, понятий им недоступно, а образованные, ну что ж, им недостает культуры чувств, чтобы понять. А ты была другой. Оле, нет. Ха, Гала, и браво, Дали. Теперь лишь я один в этом мире могу понять, почему 50 чашек теплого молока, поставленные на качающийся стул, то же самое, что и пухлые ляжки Наполеона. Понимаю, но не могу писать, я вижу иначе. Точно так же видела и ты, моя Гала. Но ты, Гала, оставила меня. Я не плачу. Ты же видишь, я не плачу, нет. И я теперь всегда буду один понимать. Хотя осталось лишь во мне понятие и работа. Как тяжело без тебя работать, Гала. Алейха, Гала, алейха. Но если я не могу работать, что я делаю один на этом кусочке пространства и времени?
скучаю, как одинокая глупая устрица. Они все как устрицы. Все вокруг. Поэтому я терпеть не могу устриц, я другой. Однако сейчас без тебя, моя колючка, я постепенно становлюсь устрицей. Работа уходит от меня вместе с понятием, вместе с твоим понятием. Фу, противно, как противно быть устрицей. Где моя скорлупа? Схлопнулись створки с твоим уходом. Как их открыть? Только ты могла это делать, Гала, оле, Гала. Только ты смогла объединить свое понятие с моей работой. И понятие твое скрыто где-то здесь. Листает страницы тетради. Осте, инмаре, кылдыщине, куаже, инмар, кылдемке, кылдыщин, щин, кылдыщ. Нет, ничего не получается. Пытается встать с кресла. Я всегда писал от ума. Я-то знаю, но другие. Я гений, и это давно не обсуждается, но всеми принято и понято. А ты сразу поняла, оле, Гала. Тогда, в первый день нашей первой встречи, тогда в Янере, поняла, что гениальность моя проистекает от ума. Именно от ума, а ум мой рассеян. И люди не понимали образов рассеянного ума Дали. Вы все видите Богоматерь, как есть, а я вижу весы. И я рисую весы, а потом вдруг все начинают замечать эти весы. Делают вид, что понимали. Понимание пришло и говорят, и вправду Богоматерь. А сначала казалось, что весы гениально. Гений? Да, гений. Но гений мой тогда, в день первой нашей встречи, рассеивался бесцельно, со временем и в пространстве, рассеивался со своим гением. Он торжествующе медленно уплывал от меня по средиземным волнам вдоль каменистых берегов мыса Креус, туда, в утреннюю дымку, туда, насыщенную бесформенность бытия, и ничего взамен у меня не оставалось. И я не в силах был остановить его. И я был пуст, пустота внутри душила меня, и сейчас душит. Плачет. Но нет, я не буду плакать, ведь я обещал тебе, Гала, обещал не плакать, когда ты покинешь меня, и тогда, когда ты была рядом, и сейчас, когда тебя нет, и я никогда не стал бы покупать ни одной своей картины, слишком заумно. Кому это нужно в жизни? Кому нужен заумный бред рассеянного ума, перенесенный на холст? Они, которые главные, говорят, вот корзина с хлебом, рисуйте. И остальные, которые исполнительные, рисуют, а потом все вместе смотрят на картину, где каждая деталь отчетливо и ясна, но в этом, это же не картина, это фотография. Фотографии всегда не хватает изменчивости. Фиксаж. Но форма застывает, каменеет, тупа от глупой, однозначной формы бытия. Но есть другие формы, и мой гений видел их. И гений Дали всегда был одновременно и главным, и исполнительным. Да. И он умел находить новые формы реальности. Пусть в виде и бреда. В каждой молекуле моих работ плескался бред. Молекулярный бред и генетическая молекула бреда, молекула ДНК была общая у нас с Гала. А чего плохого в молекулярном бреде? В чего? Если все, что ты делаешь, гениально, если все слилось в тугой молекулярной спирали дезоксигаладолинуклеиновой кислоты. Но тогда в Янере еще не было молекулярной близости. Я был в поиске
комплементарности, молекулярной комплементарности моего бреда и внешнего мира, и гений мой не хотел надолго оставаться со мной. Он убегал, уплывал, улетал от меня, рассеивался, и моя гениальная ДНК без гола стала мучительно и больно расплетаться. И я остался молекулярно обезоружен, один, пустой. И вдруг появилась ты, Гала, появилась и вернула моего уплывающего гения, наполнила меня. Вернула, наполнила, сплела и приковала. Прометей был прикованный, и гений мой стал таким же. А ты, Гала, стала цепью для моего гения вместо цепей молекула ДНК. Это прочнее. И глупые американцы начали покупать картины, ничего в них не понимая. Им только скажи что-нибудь непонятное, ну, например, параноико-критический метод. И они сразу кричат: ах, как модно! Как необычайно и свежо! А ведь мода — это всего лишь то, что способно выйти из моды. Оле, Гала, оле! Ты сумела это понять раньше меня, гораздо раньше меня. Как только ты меня увидела тогда, в Лионеле. А потом ты сделала молекулярное сито и стала пропускать через него прикованного гения Дали, и дул северный ветер Трамантино. А рассеянность ума проходила сквозь мелкие отверстия, концентрировались, и в сите оставались золотые крупинки. Все большие и большие, и все больше и больше золота. И стали покупать мои работы. И мы заработали деньги, много денег, очень много денег, но золото, провал гения в пропасть, заполненную золотом. Оле, Гала, и я и до тебя был на краю этой пропасти, но не смог сделать первый шаг. Страх мой родной, первородный страх. Страх, грех, окружал всего меня до встречи с тобой. Он был липкий и холодный, этот страх. Он окружал меня, не уходил ни на минуту, словно я был желтком в белке страха. Да, а вокруг твердая скорлупа яйца, и скорлупа не давала шевельнуться, и я бросался, болтался в белке страха, тук-тук-тук-тук. Бесполезный, тупой стук об стенки тюрьмы. Но ты разбила верхушку этого яйца. Ты сделала омлет из того яйца, и весь мир заполнила эта липкая, вязкая, бело-желтая масса, противная до тех пор, пока не обработана поваром, но которой так хорошо липло золото. Оле, Гала, оле! Искусный повар и пекарь, ты стала выпекать хлеб, ты подтолкнула меня вперед и вперед, вперед и вверх, нет, не вверх, вперед и вниз, в денежную пропасть, которую заполнилась благословным золотым омлетом. А потом держала за руку, когда я, вибрируя в омлете меж скалами и землей, черпал. Да, именно так приковала гения, освободив от его страха. Так родилось искусство Гала Дали. Наш генетический, гениальный молекулярный театр. Современное искусство. А ведь все современное искусство — это полный провал. Та самая пропасть. И наше искусство, наш театр тоже провал. Гениальный провал. Провал гения. Но ведь другого искусства у нас и не может быть. А то, что есть, это дитя времени, дитя краха. Но не понимаю, как тебе удалось? Кто ты, Гала, кто? Как удалось продать полный крах, оле? Искусный пекарь. Я хорошо помню, как поначалу ты протестовала против изображения нечистот на холсте. Но ведь картины этих, как их,
представители нового искусства. Звучит громко и бессмысленно. Это тоже сплошные нечистоты. Каловые корчи. Но они продавались. И ты перестала возражать, когда это поняла. Я не хотел быть вторым Веласкесом. Я им не стал. У него не было экспериментов на картинах. Это то, что возвышает меня над Веласкесом. Я выше Кал и Гала. Подняли Дали. Я стал Дали благодаря анальным корчам и тебе. Оле, Гала, оле, и секрет Дали здесь, в твоем дневнике. Плача, листая страницы тетради. Курка бугли папа преске, та бугли папа кулем муртлен лулис. Как часто ты читала мне эти слова на своем языке, пока я работал на мастерской. Ты научила меня складывать странные буквы и слова, но я не могу. Я могу только лишь читать эти древние слова, я только читать. А ты могла больше, ты всегда была впереди меня, ты всегда была идущей впереди. Где ты, Гала? Ушла вперед. Закрывает лицо руками. Тетрадь падает на пол. Некоторое время сидит неподвижно. Убирает руки от лица и озирается. Дали удивленно. Бабочка? Да, бабочка. Кружится над камином ниже, ниже. Как постой, постой. Все. Вспыхнул оранжевой искрой и все. Но откуда здесь бабочка, неужели? Как-то тогда давно-давно в Порт-Легате Артура. Артура! Входит Артура. Он слегка пьян. Маркиз, вы вызывали? В сторону. Опять старик не в себе. Скажи, Артура, откуда в замке взялись бабочки? Зима, холодно, все бабочки спят сейчас. Бабочки? Не знаю, Маркиз. Может, отогрелись ежели? Я тоже часов 8 видел одну. Или 2, не помню. Там на кухне, когда растапливал плиту, когда приготовить ужин бал решил. Она была большая такая, цветистая, красивая. Но была ли вторая? Может, она к вам залетела? Возможно, так. Артура, ты опять накормил меня чем-то бесформенным. Что я ел за ужином? Липкий стеклянный глаз, или мозжечок птицы, или сперматоподобный костный мозг. Нечто клейкое, вязкое, железообразное. Ворчится во мне. Это мучительно, когда пища не может отдать тебе форму. Бесполезность твоей бесформенной пищи медленно убивает гения Дали. Артур берет каменные щипцы и поднимает ими тетрадь. Фу, запах. Маркиз, что вы говорите? Я убиваю вас едой? Да вы сами здесь проживаете ночь напролет с этими каракулями на непонятном языке. Не спите который день. Здоровья нет совсем. А что до ужина? Так-то были, как их там, по-ихнему мюсли. А по мне так чистая овсянка. Всего лишь овсянка с изюмом. На молоке заварено отборное давленное зерно. Как доктор прописал. Точь в точь. Сказал, что по вечерам давать вам каши. И красного вина чуть-чуть. Вино для крови хорошо. Опять же вам чуть-чуть. А старому Артуру остается почти полная бутылочка. Ведь сами это вчера сказали мне, что доверху ходить спокойно дручи стало. Совсем без клизм. Артура, ты все клизма. А доктор всего лишь лысый, надутый англичанин. Овсянкой лечит душу. Тело, все. Нет доктора для Дали, кроме Гала. Ты перебил меня, Артура, и мысли все ушли. О чем я размышлял там? О чем, о чем? Опять все о еде. Голодны, что ли? Еда, овсянка, мюсли, изюм и молоко, бесформенная каша. Ах, да, о форме и материи, да, я вспомнил. Всякая форма всегда есть результат насилия над материей. Пространство давит на нее со всех сторон, и материя должна упираться и напрягаться к
хлестать через край до предела своих возможностей. А материя и пища — суть одного и того же. Кто знает, сколько раз материя, одушевленная порывом абсолютного избытка, гибнет и уничтожается. И кто знает, сколько раз высокоорганизованная, оформленная пища сопротивляется тирании. Пространство кишечника, отдавая мне свою первоначальную суть своей оригинальной формы. Я хорошо помню, как в Мадриде, в академии, где форма долго не давалась мне, нечистоты мои были полны крови, слизи, комков каких-то серых и песка. Зато тогда Гала пришла ко мне. Подтаявший камамбер стал мягкими часами. Материя нашла другую ипостась. А испражнения мои приобрели оформленность и даже красоту. Хотелось рисовать, знать, форма поддалась. Ушла из старой оболочки. Мед слаще крови, а нечистоты — пример величиной. Пример вечной переменной формы. Оле, Гала. Артура помогает Дали подняться с кресла. Мудрено что-то. На старого Артура ругаете, что клизм помянул, а сами опять в дерьме рассуждаете. В прошлый раз все про скромные кишечные газы излагали. Ну вот. Осматривает Дали. Опять облили сладким кофе. Рубашка вам вся прилипшая к груди. Давайте ванну. Согрел воды. Обмою вас. Дали осматривает себя. Да, я облился, как в детстве. И все волосики на груди слиплись, и теплота напитка, и сладость. Все со мной осталось. Все здесь, на мне, на теле и одежде. И ощущение какого-то кибернетического механизма, который там, внутри, во мне живет, с закрытой, сахарной броней. Там суть. Потом защитная кираса, которая часть электронной оболочки, антенны космоса и внешний мир, преображенный, где мягкие часы могут свершиться с ветками оливы. Ничего не понимаю, что вы говорите. Сначала сложности какие-то, философия, бла-бла-бла, а потом все опять дерьмом заканчивается. С хозяйкой было легче. Не, она эти гадости не долюбливала. Ей хотелось, чтобы красиво все было. Ох, трудно мне без нее. Она бы мне уже объяснила, что к чему. Умела слушать вас и мне переводить. Дали, опираясь на трость, отталкивает Артура. Не сметь, Артура, горевать о той, которая лежит там внизу, которая так ждет меня, которая всегда шла впереди меня. Это только я могу о ней скорбить, только я, Дали. И я нормален, совершенно, а не нормален этот весь мир, который, принимая мои работы, совсем не понимает моей живописи и при этом отвергает Веласкеса. Парадокс. Им всем не интересно, который час на моих растекшихся циферблатах. А Гала знала, что мягкие часы показывают точное истинное время. Истинное время вот в этих буквах и языке. И я просто хочу узнать точное время не по Гринвичу, а по Гала. Оле, Гала. Успокаивается, берет тетрадь. А ты не знаешь ее языка совсем. И, соответственно, не можешь знать истинного времени. И, соответственно, достойно с ней обращаться. Вот. Прочти-ка это. И даже пробовать не буду. Не можешь. Осте ин море, кулдышине, куаже. А я могу читать. И это, и другое. Плачет. Читать всего лишь, читать, и только, что значит слова, как попугай, повторяя без толку все эти звуки, которые лишь сотрясают воздух каменного дома. Зачем? Гала, ты научила меня своему языку. Да ладно вам, былого не вернешь. Все бла-бла-бла. Пусть в грамоте я не силен, но и характер знал хозяйкин. И общался с ней подолгу.
Много мы с хозяйкой поездили. Вон, кадиллак в гараже пылится. Колеса все стерты. Я каждое утро подкачиваю, фары протираю. Вдруг понадобится. Любила она путешествовать. Я за рулем, она рядом на подушечке. По-испански, по-каталонски. Я все понимал, что она говорила. Особенно, когда насчет мачо. Ох, любила она этих мачо. Как увидит симпатичного, сразу говорила: езжай за ним, Артура, только за деньги, только. Смеется. А вот я ничего не понимаю. Зачем вы в Пубове остались? Тихо-то хозяйку похоронили. Вон, лежит внизу, в подвале. Местечко вам там же подготовили. Плита, цемент, все красиво, все готово. Чего здесь ждать-то? Так же, как ее, без шума привезем и все сюда тихонько похороним, когда настанет срок. Опять же кадиллак лишний раз проветрили в поезде. Дорога новая, из Польфгата сюда, в Пубол. Здесь климат. Бррр, неуютный больно. Камень вокруг холодный на голову давит. А там, в Польфгате, море, простор. Дышится легко. И вы бы положили бы здесь месяц, другой, пока дела уладили, и обратно в Польфгат. Там веселее как-то, и солнца больше в той мастерской, чем здесь на террасе. Здесь же мрачно вам, никуда не ходите, даже в сад. Работать перестали, рука сильнее дрожит. Сидите все и бла-бла-бла, неизвестно о чем. А я вам скажу еще, что здесь народ нерадостный вокруг, необщительные все, поговорить не с кем. Вон в деревне засадят журналисты. Всем надоели, только вино пьют в таверне и ругаются между собой. Все ждут, когда вы выйдете, чтобы интервью там или просто так заснять в нехорошей позе. О чем ты говоришь? Маркиз де Пубол должен быть похоронен здесь, в замке Пубол. А все они приехали на похороны гения. Стервятники боятся пропустить свежатину. Не дал я им тогда полакомиться сплетнями огола. Мы секретно похоронили ее здесь. Вот. Они теперь и боятся пропустить уход одного гения, меня. И они вместе ждем кончины единственного гения современности, полной кончины меня. Та ниточка ДНК, что похоронена внизу, ждет меня и зовет меня. Закрылось молекулярное сито. Оле, гала, оле. Да будет вам! Опять бла-бла-бла. Пойдемте лучше в ванную, обмою вас от сахара и кофе. Пойдем, Артура. А ведь она опять ко мне приходила сегодня, как в детстве. Я видел девочку, укутанную в белые меха. На санях по белому снегу ее куда-то уносила тройка лошадей, а сзади 5 свирепых волков с горящими глазами. Гнались за ней. Она сидела и глядела на меня, не отводя взора. И столько гордости было в ее лице, и столько страсти и любви, что захолодело у меня. Все там, в глубине, загрудной. Ну, еще нам сердечного приступа не хватало. А то была хозяйка. Точно? Молодая? Да? Я ничуть в этом не сомневался. То была она, моя Гала, Галючка, Галя, оле, оле. Да, кстати, я нашел чемодан там, за ее кроватью, полон ассигнаций. Песеты, доллары и франки, есть даже там советские рубли. Зачем? Ты забери его, Артура, денег много. Премного благодарен мой маркиз. Благодари хозяйку, ее молекулярное сито. Оле, Гала, оле. Занавес. Картина 8. Терраса близ замка Пубол. Звуки пожарных сирен. Пожарные выносят на носилках обгоревшего Дали. Рядом идет Артура. Пожарные оставляют носилки из Дали и уходят. Дали стонет. О! Маркиз, как же ты? Я все проверил перед уходом. В камине тлели угольки, ночник горел. Спокойно было все, и вокруг пожар.
Вон, до сих пор горит. Вы говорить-то можете? Ох, бабочки, Галадрина, тетрадь. Тетрадь? Читать ее не надо было. Ведь каждый раз мне становилось страшно, когда вы открывали ту тетрадь. И язык непонятный, и запах от нее, запах от тухлой кожи. Дух недобрый шел от нее. По вечерам я убирал тетрадь щипцами и от камина. Руками нет, руками я не трогал. Раз, вздох зажал и в шкаф, и запер шкаф, и выдохнул. Хотя и шкаф теперь обгорел. Сгорел. А тетрадь цела осталась, на груди лежала вот. Вот, мне надо очень заветные слова. Ох, уже Кэл забрала с собой из льгата, увезла. Эта тетрадь лучше бы сгорела. А это выжилка с хозяйкой не было тогда. Все это было ваше бла-бла-бла. Когда ехали сюда, она взяла русские иконы. Я же вез, помню, 2 иконы, саквояж и все. Ох, Артуро. Да, Маркиз? Почему? Почему, скажи? Почему? Что? Мне больно. Почему? Почему я не умер, не сгорел сейчас? Не дал я вам сгореть. Спросонья дым почувствовал. И сразу к вам наверх. Кресло теет, вы на боку в камине. Надышались, Гарри. Я вас тащить. И искры. Потом пожарные приехали. Вон, тушат до сих пор. Не искры, это... Их было много. Ох. Чего там было? Теперь не разобрать. Может и проводка, может и огонь от камина. Входит медсестра и делает укол Дали. Медсестра, сейчас будет легче, это обезболивающий и антибиотик. У вас большая площадь тела обгорела. Надо немного подождать. Лекарство подействует и вас увезут в больницу. А то при перевозке будет очень больно. Медсестра уходит. Артура, я просто читал на ее языке. Вот и дочитались. Пожар начитали. И чего читали тетрадь эту? Лучше бы рисовали, совсем работу забросили. Одни разговоры и чтение. Вы раньше другим были. Все работали и работали. Дневали и ночевали в мастерской. Сейчас не мог работать, ничего не получалось. Ну отдыхали бы тогда. В летах совсем не мальчик. Сидели бы в саду, дышали воздухом, встречали бы рассвет. Кажется, мне становится легче. А ты, Артура, опять говоришь мне совсем не то. Сейчас у меня осталась только дрожь в руках и пустота внутри. Гала дала мне выжиг. Она забрала потом с собой туда. Я слишком поздно это понял. О! Хозяйка ушла, ее не вернуть никак. У вас осталась эта, Алинда. Да, Аля? Где она? Вбегает Алинда, бросается к лежащему Дали. Легка на помине. Фу, демон. Аля, где она? Атай, что с тобой, как ты? Как? Обгорел сильно, не видишь? Откуда ты только взялась? В сторону. Сколько лет не появлялась, сколько денег и картин из хозяина вытянула, а потом исчезла. Отходит. Мне сообщили о пожаре. Я была недалеко, в Жироне. Ты вернулась, а я знаю, почему я не видел тебя. Так долго я должен тебе рассказать. Атай, но я не могла сюда приехать, пока мама была здесь, ты же знаешь. А потом никого не подпускали к замку. Артура меня не любит, и журналисты вокруг в засаде. Конечно, чуть что, Артура у них виноват. Артура и пожар, наверное, раздул в Куболе, а сам всегда появляется, когда беда рядом. Фу, демон. Атай, как все это случилось? Аля, я всего лишь читал дневник. Какой дневник? Дневник, который Гала достался от деда, который она продолжала вести до сих последних дней. Проклятая кожаная тетрадь.
вонючая. А я о нем ничего не знала. Аня. Атай, ты стал совсем другим. Аля, но ты не знаешь языка Гала. А меня она научила, и я читал дневник. Вдруг появилась бабочка, сначала одна, потом еще много бабочек. Они закружились в хороводе над камином, крылышками. Крылышки обгорели, и бабочки превратились в яркие-яркие искорки. У меня закружилась голова, и я упал. Постой, Атай. Я знаю. Я это чувствовала. После бабочек появляется боль. Да, Алючка, мне стало больно, очень больно. А потом боль уходит. Да, но откуда ты знаешь? Так было со мной тогда, в голубятне. Я вспомнила. Ах, доктор Тригент, получается, ты ошибался в памяти. Память таки все-таки вернулась к ней. Не только доктор. И мама тоже ошибалась. Рассказывай дальше, Атай. В лесу я очнулся, в лесу. Вокруг были сосны, много сосен. Они росли на сухой песчаной почве. Я увидел 2 тропинки. Я точно знал, по какой тропинке мне идти. Я шел и смотрел на сосны и редкие растения, которые росли вокруг. Почва вокруг была очень сухая. Если там остановиться на ночь, то к утру вся еда высохнет и станет непригодной. А сосны большие, в несколько обхватов, с темно-коричневой корой. Аля, но ведь еда там не нужна. Да, точно. Я шел и шел, тропинка начала подниматься вверх, и вот за очередным поворотом я увидел гору, которая была покрыта низкорослыми кустарниками. Сосен уже не было, а те кустики были очень жесткими. Я задевал одеждой за листья и колючки, и чувствовал, как почти проволочные растения стягают мне ноги, но боли и крови не было. Опять это их бла-бла-бла началось. Ничего не понимаю. Все круче и круче гора, но подниматься на эту гору не тяжело. Одышка, которая мучила меня до сих пор, прошла. Мне было вполне удобно шагать, я поднимался с легкостью. Справа и слева стали проявляться желтые ямы. Да-да, гора песчаная, тропинка петляла между осыпающихся ям. Скорее бы приехали за хозяином. Пусть уж лучше лежит в больнице, чем болтает с этой. Я почувствовал, что сейчас будет вершина горы, и вправду, за очередным поворотом я оказался на вершине горы. И сразу вокруг возникли стены. Я был в помещении, много комнат, и в каждой стены сходились кверху, потолка не было. Каждая комната выглядела как пирамида изнутри. Или как голубятня в Порт-Легате. Да, наверное, я стал переходить из комнаты в комнату. В комнатах была мебель, стояли шкафы, столы, стулья, диваны, все прохожие на... Кроме мебели и не было ничего. Даже окон не было, а потом я увидел лестницу. Я поднялся по ней, но на следующий этаж... Там тоже меблированные пирамидные комнаты, там этажом выше. Только в красно-коричневых, но они в желтых тонах. Даже входы в комнату там прикрывают плотные бордовые занавеси. Между комнат красные коридоры. Стены в коридорах также сходятся к потолку. Когда ходишь по тем коридорам, то чувствуешь, что поднимаешься все выше и выше, но все равно знаешь, что находишься в голубятне. Я помню ту голубятню Льгатин, такая белая сама, а вокруг всегда мусора полно, и рогатин во все стороны торчат. Внутри жаровня. Или внутри пирамиды. Теперь я знаю, что у каждого человека есть своя пирамида, в которой он находится, пока длится его жизнь в этом мире. А я начала себя помнить с движения вверх голубятни. Моя жизнь началась в голубятне. Когда человек покидает этот мир, то начинается восхождение к вершине пирамиды. И я поднимался все выше и выше, комнаты вокруг становились все меньше и меньше. Наконец я достиг уровня, где была только одна комната, а в комнате стоял мой дед. Он был укрыт меховым покрывалом, а я откинул мех и шагнул вперед. И оказался в беззвездном пространстве, как я. Это был космос.
Я огляделся и увидел, что вокруг меня желтые предметы, похожие на бочонки. Четырехгранные бочонки в беззвездном космическом пространстве. Если приглядеться, то можно заметить, что бочонки расположены определенным образом. Я был внутри гигантской кристальной решетки, образованной этими бочонками внутри. Да, я был внутри молекулярной скульптуры, молекулы жизни. Внутри молекулы твоей жизни, Атай. У каждого своя. Да, ты понимаешь меня. Все бла-бла-бла. А замок весь обгорел. Какой убыток. Хорошо, что Кадиллак я успел выгнать из гаража. На нем я повезу хозяина в больницу. Пойду за санитарами. Артура уходит. Вверх поднимались вертикальные составляющие из бочонков. Вдаль уходили горизонтальные цепи из тех же бочонков. Я ходил по ним. Они колебались под ногами. В точках пересечения я хватался за бочонки руками и пирамиды. Мне было легко это делать. Я стремился к вершине своей пирамиды. Я уходил вокруг. Было глубокое, густое, беззвездное космическое пространство. Это длилось долго, бесконечно долго. Так долго, что последний бочонок, на который ты должен встать, появляется совершенно неожиданно. И страх, что нога соскользнет, и это будет в последний раз. Да, так. Но я ступил на последний бочонок и оказался в больших просторных чертогах какого-то дворца, где было множество залов. Залы были с прямыми стенами. Однако пол был наклонен в мою сторону. Я стоял на низшем уровне пола. Я начал подниматься поверху. Опять вверх. Поднимаясь, я заглядывал в залы, которые открывались справа и слева от меня. В каждом стояли какие-то огромные глубокие квадратные корыта на ножках, похожие на большие раковины или мойки для посуды. Между чертогами не было ни дверей, ни завесей, только проемы. Вдруг в одном из проемов мелькнула тень. Это была фигура, плащ, накидки, скрывавший лицо. Некто серым. Я несколько раз пыталась изобразить на холсте эту фигуру, но ни разу не получалось. Даже я не смогу изобразить ее здесь. Но я разговаривал с ней там. Я спросил, что же дальше? И она ответила. Я воспринимал ответные слова разумом. Если ты сильно хочешь отсюда уйти, то есть можешь в соседнем зале есть Сикорский. Иди туда. И взмахнула рукавом своей накидки и исчезла. И я пошел туда, куда показала она. Там стоял вертолет Сикорского. Но для меня был приготовлен цепелин, серебристый дирижабль. Нет, вертолет. Около него стояли три фигуры без лиц. Одна из них была в летном шлеме, очках и наушниках. Другие одели на меня такой же шлем. Я оказался внутри вертолета. Подул сильный ветер. Заработал мотор. Начали вращаться лопасти. Я чувствовал, как вибрация толчками теребит мое тело. Я опять стал чувствовать свое тело. Вернулась одышка, мне стало тяжело дышать. Там не имеют губы, ноздри, язык. Ты хочешь глотнуть воздух, но не можешь разомкнуть рот. Тебе становится страшно. В это время вертолет поднимается и полетел к одной из огромных моек, стоявших рядом, и завис над сливным отверстием сквозь стекло. Я видел грязные потеки на внутренних стенах громадной мойки и огромное жерло сливного отверстия. Мотор работал все натужнее и натужнее. Вертолет словно стремился оторваться от мойки, но не хватало мощности. Я ощущал вибрацию уже всем телом и понимал, что мне срочно надо глотнуть больше воздуха.
про запас. Сейчас несколько мгновений мне будет очень не хватать воздуха. Но я не мог, я не успел. Что-то громкое щелкнуло. И вертолет вместе со мной стал втягиваться в темное сливное отверстие. Я задержал дыхание, как размягченный пластилин. Уходил вертолет, и в сливное отверстие вертолет медленно втек в отверстие слива. Я держал дыхание, но это было очень трудно. Все мои мысли были о том, чтобы не хватило мне воздуха, и о том, чтобы мне было чем дышать. Я знал, что ни в коем случае нельзя делать вдох. Я не дышал, но силы мои были ограничены. И вот-вот я не выдержу. Вдруг темное, потом голубое, потом пузырьки вокруг, и силы кончились, и я сделал вдох. Хотя и знал, что этого нельзя делать. Я дышал через боль, которая возникла у меня в груди. Я начал дышать. И я дышал. Я открыл глаза, и я увидел лицо Артуро. Он тащил меня за ноги из камина. А первое лицо, которое я увидела, было твое, Атай. Ты тащил меня из жаровни в голубятню. Рядом были Мамо и доктор Тригент. Ты никогда мне этого не говорила, Аля. Входят санитары и Артура. Все готово, Маркиз. Вас отвезут в больницу. В Кадиллак установили специальную кровать с белыми шариками. Вам будет совсем не больно. Даже матраса касаться не будете. Только легкие шарики вокруг тела. Я с тобой, Атай. Нельзя, никому нельзя. Доктора запретили. Да и места в Кадиллаке теперь совсем мало. Алинда плачет. Аля, не надо. Санитар 1. Мадам, когда ему станет легче, вас пустят к нему. У вас очень хорошая больница. Но мне не будет уже так хорошо. Только сейчас мы поняли друг друга. И все, тебя увозят. А где же ты была раньше? Он тебя так ждал. Санитаром. Вот его документы и страховка. Санитары. Спасибо. Ну что, поехали? Подождите, Аля. Аля, я даю тебе это. Дали передает Алинде свиток. Что Алинда разворачивает сверток. Что это? Это ее тетрадь. А это? Это липа, дерево ее предков. Только никогда не пытайся читать ее дневник. Дневник Гала. Алинда прижимает сверток к груди. Мы нам тетради. А слад-книгоед будет очмелый школамес. Дали кричит. О, что? Так ты знала язык Гала откуда? Нет, нет. Зачем я отдал его тебе? Санитары поднимают носилки. Занавес. Голос диктора. А теперь о происшествиях. В доме, где проживала неизвестная певица Алинда, произошел пожар. Площадь возгорания составляла более 300 квадратных метров. По оценкам страховых компаний, ущерб составляет несколько сотен миллионов долларов. В этом доме хранилось более 100 полотен сюрреалиста Сальвадора Дали, которые он подарил певице после смерти своей жены Гала. Сама Алинда не пострадала. Многие обозреватели отмечают сходство обстоятельств пожара во французском доме Алинды и замке Пубол, принадлежащему Сальвадору Дали. Звучит песня в исполнении Аманды Лир. Конец.
також побачить ваше місце. Квіточку там одне.